Потому что там я только разочарован. Люди начали все понимать, схватили меня, перекрыло. Он же спецпредставитель. Как? Так у меня все 20 минут, да? Хорошо, давайте. Хорошо. Работаете? Уважаемые коллеги и друзья, давайте поскорее расставимся и поскорее начнем, потому что у нас очень насыщенная программа. Светлана Николаевна, будьте добры, возьмите микрофончик. Ну, так сказать, представьте меня, чтобы было всем ясно. И что вообще, почему мы здесь собрались тоже, чтобы всем было ясно. И мы в хорошем темпе начинаем нашу секцию. Пожалуйста, возьмите. Уважаемые участники круглого стола, мы очень рады вас приветствовать в нашем институте на круглом столе, который посвящен сегодня вопросам рассмотрения современных тенденций реализации концепции преподавания предметной области искусства в образовательных организациях Республики Коми. Мы очень рады приветствовать всех участников. Мы представляем наших гостей. Это Екатерина Михайловна Акишина, доктор педагогических наук, директор Института художественного образования и культурологии Российской академии образования, модератор нашего круглого стола. Поэтому мы передаем ей слово. Уважаемые коллеги и друзья, я рада вас сегодня приветствовать на нашем методическом кластере «Культура и искусство как основа современного образования». Это буквально маленькая часть того грандиозного, не боюсь этого слова, мероприятия, которое началось буквально вчера. Да, это третий Северный культурный форум. Очень яркое событие, на котором мы с нашими коллегами оказались в первый раз, но надеюсь, что не в последний. Он набирает свои обороты, раз уже и нас пригласили. Поэтому, друзья мои, мы много говорили и вчера, и сегодня о культуре и искусстве. Сегодня мы поговорим о той взаимосвязи, о том так называемом межведомственном взаимодействии, которое нам всем так необходимо. Потому что Министерство культуры на одном берегу, Министерство просвещения на другом берегу, а Министерство образования и науки я не знаю где вообще. Поэтому, друзья мои, разговор будет интересный. Я прежде всего хочу предоставить слово Михаилу Семеновичу Казиннику. Дело в том, что Михаил Семенович буквально бегает и летает с площадки на площадку, но нам с вами, коллеги, необходимо окунуться в его богатейший эмоциональный мир, как он умеет рассказать, как он умеет подать тот материал, которым он буквально живет и дышит. Я надеюсь, мы сейчас зарядимся совершенно сумасшедшей энергией, ну а потом придем к нашей педагогической науке. Пожалуйста, Михаил Семенович. Друзья, я прошу вас сразу не испугаться тому, что я буду говорить, о чем и как я буду говорить. Потому что опыт показал, что мне достаточно 3 дня общения с педагогами. После этих 3 дней они выходят и понимают, почему и что они должны изменить в школе. Вы же прекрасно понимаете, что школа сегодняшняя никакого отношения ни к 21 веку, ни к интернету, ни к той информационной волне и взрыве, который произошел, не имеет. Почему? Потому что это школа, которая годилась в 19 веке, в 17 и еще раньше. Чем раньше, тем больше подходила наша школа. Потому что мужик, его жена и дети, они ходили из дома в церковь, и больше ничего, читать не умели,
писать не умели, там поп умел читать и писать. Он им рассказывал, читал книжку одну и ту же, и музыкант играл. Вот священник рассказывал, музыкант играл. Они заряжались энергией, приходили домой. Больше ничего не надо. Вот это была школа. Сегодня школа несколько изменилась. И вот как она изменилась, я сейчас попытаюсь очень кратко сказать. Почему я ввожу школу будущего, новую школу, принципиально иную, которую может освоить любой нормально мыслящий, вскормленный молоком матери педагог, человек. В чем ужас школы прошлого? В клиповом сознании. Когда учитель географии приходит в класс, он не спрашивает, что у детей только что было на истории. Когда учитель литературы входит в класс, он не спрашивает, что у детей было на географии и на истории. И в результате учитель географии рассказывает про географию Африки. Учитель истории рассказывает про Великую Французскую революцию, а учитель литературы, естественно, рассказывает о жизни и творчестве Александра Сергеевича Пушкина. И у нормального ребенка, у которого с детства рождено гениальное ассоциативное мышление, появляется точное знание. Александр Сергеевич Пушкин африканец. Он подчеркнул это в своих стихах, помните, «Под небом Африки моей». И он возглавил французскую революцию в Африке. Почему? Потому что клиповое сознание, кусок географии, кусок истории, кусок литературы. На самом деле, география – это место, история – это время, а культура и наука – это заполнение места и времени. Всего лишь. Если вы поймете эту нехитрую формулу, вы уже завтра будете преподавать культуру. Пока не поймете, мы отправляем наших молочных, чудесных, замечательных детей в школу на 10 лет. Им там будут читать 6 лекций в день. После этого мы получаем на выпуске, что иногда страшно становится, можно упасть в обморок, особенно если подслушать их речь, почитать их форумы, услышать их кругозор. Они ведь должны быть сторонниками Данте, поклонниками Баха. Они должны выйти с мыслями о философии Канта и о философии экзистенциализма, потому что 10 лет по 6 часов – это вся жизнь, это лучшие годы, это когда память обострена, когда можно воспринимать. Школа не учит ассоциативному мышлению, его просто нет. Ассоциативное мышление – это нобелевское мышление, это главное мышление. И общаясь с нобелевскими лауреатами, так меня судьба распорядилась, поскольку я музыкальный эксперт нобелевского, я обратил внимание на несколько моментов. Я взял интервью у каждого нобелевского лауреата. Каждый из них в ответ на вопрос, что было в детстве с музыкой, была музыка. Великая музыка. Мама играла, папа играл, соседи играли, все время играли, музыка звучала. Итак, первый вывод. Оказывается, музыка в детстве, как Эйнштейн со скрипкой, как Перельман со скрипкой. Вы знаете, что он не знал, куда поступать? Он выбирал между Петербургской консерваторией и Мехматом. Мама ему сказала: Гришенька, ты в своей скрипке теперь ничего не заработаешь. Посмотри, какие седые люди сидят в концертных залах России. Мехмат, не только Мехмат. Он пошел, послушал маму. В результате, сами знаете, что он совершил? Да? И когда он отказался от $1 миллион, сказав, что зачем мне $1 миллион, когда я владею вселенной, он совершеннейший аутист, как и все гении. Да? Аутист. Синдром Аспергера, как у Бетховена, как у Моцарта. Почему синдром Аспергера? Для того, чтобы они не обращали внимания на всякую фигню. Потому что ее столько, а сегодня это вообще ужас. Откройте, включите телевизор, сразу 10 вирусов летит в мозг. Мы так бережем наши компьютеры, за Касперского платим. Все, смотрим, сколько дней осталось до конца его действия. А мозг, величайший в мире компьютер, мы не бережем и не будем беречь. И в результате появляется растерянное поколение детей, которые не знают, что им делать. В результате сегодня сложилась ситуация, при которой в голове у бывшего советского человека винегрет, селедкой, политый вареньем сверху. То есть, скажем, православный фашизм. Коммунисты ходят и молятся Богу за Сталина. Да, и так далее, и так далее. То есть в голове такая путаница, которая не может привести никаким экономическим изменениям. Не ждите, вы долго ждали. И удивляйтесь, почему ничего не происходит. Нефть кругом, газ кругом, леса, рыбы, моря, все забито, страна, все богатства планеты. А пенсии на уровне Зимбабве. Как это может быть? Говорят, воры, да, воры. Но почему воры? Причина-то главная не в самих ворах, а в том, что мы перестаем воспринимать тексты, что мы не способны к ассоциативному мышлению. Теперь даю вам, поскольку времени у меня совсем мало, маленький урок школы будущего, моей школы. Урок, который называется «Яблоко».
Что такое яблоко с точки зрения ботаники? Да, это фрукт. Изучаем фрукт вместе с учителем, да? Что такое яблоко с точки зрения изобразительного искусства? Это история изображения яблока. Фламандские художники, нидерландские художники, они отличаются друг от друга. Чем голландцы отличаются от Нидерландов? А тем, что Голландия была страной-властительницей, а Нидерланды под испанским игом. Поэтому у Голландии яблоки великие, румяные, а у Нидерландов они червоточные. Обратите внимание, да? Сезанн изобразил несъедобное яблоко. А спросите у любого художника, кто величайший, скажет Сезанн. Почему? Съесть нельзя. А потому что Сезанн выступал против утробно-гастрономического взгляда нашей офисе. То есть, понимаете, что это такое? Человек подходит к картине, изображающей яблоко, и он начинает с выделение. Он говорит, это яблоко так прекрасно, что я бы его съел. Вот это и есть утробно-гастрономическое. А Сезанн через яблоко изобразил жизнь и смерть планет, вселенную, идеи и мысли. Как учить? Итак, яблоко, живопись. Теперь яблоко, упавшее на голову Исааку Ньютону. Ньютон задал простейший вопрос, как он пришел к закону всемирного тяготения. Он задал вопрос, почему яблоко упало вниз, а не вверх. Ему все равно куда падать. Вверх лучше, там бездомность, бесконечность. Оно упало, чтобы умирать, чтобы пить. Но его кто-то упорно заставляет гнить, падать вниз, чтобы умирать. То же самое, что касается людей. Мы все боимся смерти, а на самом деле смерти нет. Но доказательства лежат только в сфере искусства. Никаких других сфер, ни биологических, никаких нет. Я вас могу всех утешить. Те, кто в себе возделывают душу, будут жить вечно. Те, кто эту душу в теле погубят за жизнь. То есть мы пришли на планету Баха, на планету Моцарта, а оказываемся на планете Стаса Михайлова. Ну, как-то я помню, сидел в Ярославле после концерта в ресторане, ужинали, и вдруг по радио была песня. Я поперхнулся и говорю, бейте по позвоночнику, потому что я не могу глотать. Они говорят, что с вами? Вы слышали, что вам спели? А что, это очень популярная песня тогда. Вам спели «Полюби меня такой, как я есть». Есть как он вам спел? Вы что, не заметили? Ой, Михаил Васильевич, какой извращенный взгляд. Никакой как и... Тут совсем другая мысль, другая. Полюби меня такой, как я. Как я есть. А как это вы так пропустили? Как это вы начали есть каку? Почему? Да потому, черт побери, что не было поэзии в школе настоящей. Что вас не заставили услышать смысл слов, тайных знаков, связи между понятиями, явлениями, красотой. Если мы читаем «Мой дядя самых честных правил», то если мы не знаем, что это такое, то мы упрекнем Пушкина в грамматической ошибке. Не бывает такой «дядя правил». А если знать, что это пародия на крыловскую басню «Осел был самых честных правил», тогда другое дело. Тогда Онегин начинает вот с чего. Мой дядя осел. И когда занемог, сразу уважать себя заставил. Умер. И лучше выдумать не мог. Не заставил сидеть с больным одиночеством. Если мы начинаем читать нормально, то все же меняется. И сразу Онегин появляется перед нами. Не болтающий лишь бы что. А Онегин, где Пушкин иронизирует, яблоко. Яблоко Ньютон. Дальше яблоко. Яблоко раздора. 3 богини и Борис. Сложная ситуация. 3 богини, какое отдать яблоко? Одна богиня Гера, жена Зевса. Современный молодой человек, прощелык, он тут же отдаст жене Зевса. Потому что кто выше Цезаря? Жена Цезаря. Значит, поговорив и расположив к себе жену Зевса, он получит все блага от верховного бога. Не дает. Смотрит на вторую. Афина получит заслуги перед Отечеством. Ну вот в России меня очень волнует, потому что я очень люблю русский язык. Это мой родной язык, молочный, да? Заслуги перед Отечеством 3-й степени. Как это вам звучит вообще? 3-степенные заслуги перед Отечеством. А у вас? А у меня второстепенные. То есть 2-я степень. Да? Как может быть степень в русском языке? Заслуг перед Отечеством. Или заслужил, или не заслужил. Не заслужил, жди, пока заслужишь. И тебе дадут медаль и орден заслуги перед Отечеством. Надо так ненавидеть свой язык, чтобы объявить заслуги перед Отечеством 4-й степени. Это как? Если бы я такое получил, я бы до конца дней остался бы расстроен. У меня 4-степенные заслуги. Дальше. Яблоко. Не дал Гере, не дал Афине. Кому дал?
Венере, Афродите. Почему? Потому что любовь для античного мира была на первом плане. Любовь, поклонение женщине, поклонение ее красоте, поклонение телу. Отсюда обнаженные красавицы, отсюда Венера Милосская, отсюда Афродита Таврическая, отсюда преклонение. Что случилось потом, вы знаете. Средневековье, мрак, христианство, смирение. Женщина стала ничем иным, как просто товаром и домашней рабыней. Любовь кончилась, страсть кончилась, идея кончилась. И так далее, и так далее. Началась охота на ведьм. Красавица вдохновила попа, значит, я ее убью, потому что я не виноват, это она меня. Жена. И так далее, и так далее. Идем дальше. Дальше. Яблоко. Яблоко в раю. В православии яблоко, да, тот самый плод. Вот у меня тогда возникает вопрос. Одно из двух. Совершила Ева грех, съев яблоко запретное или нет? Если вы скажете, что совершила, следует, что Бог не всесилен. Он сказал, не есть, а Ева нарушила. И Бог говорит, все пропало. Все пропало, Ева съела и все полетело. Да? Так решайте, есть такая детская шутка. Маня, ты не можешь быть наполовину беременной. Признавайся, ты либо беременна, либо нет. Потому что если Бог всесилен, то плод правильно съела. И съела за тем, чтобы появился Бах и Рембрандт. Чтобы появилась великая культура и искусство, чтобы появилась любовь. Потому что какая женщина может спокойно смотреть, стоя обнаженной, как Адам смотрит на нее и не испытывает никаких чувств. И стихов не пишет. Ничего. Две куклы, две голых куклы. Это вам нравится? Женщина. Женщина, вам нравится стоять обнаженной перед мужчиной, чтобы он смотрел на вас и читал газету? Да нет, не хотите, чтобы он читал. Любимый, ты еще 3 года назад не читал газету, когда я раздевался. Да? И так далее. Значит, что получилось здесь? Здесь получилось все просто. Ева, героиня, гениальнейшая женщина. Она отвечает за Вселенную, она отвечает за цивилизацию. Она знает, что нужно это съесть. И поэтому, когда Бог появляется, говорит, Адам, где ты? Он же не знает, где Адам. Адам говорит, что он здесь. Уж не ел ли ты от того, что я вам запретил? Адам ведет себя как настоящий мужчина. Это не я, это Ева. Ева, удивляется Бог. Ты? Я говорю, это не я, это змей. Заканчивается презумпция невиновности. По логике Бог должен спросить, змей? А он молчит. Он сразу, без всякой презумпции, говорит, за то, что ты это сделал, будешь есть прах. И ползает на библии. Все, змей виноват. Вы заметите, с художником двойка по библистике, потому что у них часто змея на ветке протягивает яблоко. Неправда. Змей не был змеей. Не путайте, пока Бог его не сделал змеей. А художники, видите, плохо читали Библию. Потому что яблоко еще только протягивается, а змей уже змея. Неправильно. Так много неправильностей у нас. Первое, что я сказал когда-то в России, что все читают басни Крылова, а Ларчик просто открывался. Да? То есть все искали какую-то серьезную, строгую, а Ларчик, я сказал, не так читаете. Не Ларчик просто открывался, а Ларчик просто открывался, там не было задвижки. Нужно было поднять крышку. И тогда вся басня прозвучила. Искали секреты, а Ларчик просто открывался, написал Крылов, а не просто открывался. Просто это в какой степени сложности. А просто открывался ясно. Идем дальше. Яблоко. Если мы его вот так разделим, вот так, что там? Там золотые сечения. А что такое золотое сечение? Они пронизывают наше тело. Мы божественны по своей природе. Мы рождаем гениальных детей. Доказать? Одно золотое сечение показывает. А, С. Пульс Б. На пульсе золотое сечение. Пропорция чисел Фибоначчи. Золотое сечение, на котором весь Леонардо, на котором вся архитектура, вся культура, вообще все. И даже планета находится в золотом сечении Млечного Пути. Итак, читаю и показываю золотое сечение. Москва, как много в этом звуке для сердца. Русского слилось. Ага. Читаю Тютчева. Нам не дано предугадать, как слово. Наш отзывается. У вас, наверное, сейчас закрутится голова от информации. Я это делаю сознательно, чтобы быстро показать, что такое школа будущего. Школа ассоциативного мышления. Когда одно яблоко может стать предметом целого дня. Ассоциативное мышление ведет к 100% запоминанию, к интереснейшему явлению. Теперь география просто. Да? Что такое яблоко? Город большого яблока. Придется изучать Нью-Йорк. Почему большое яблоко? А что такое яблочный? Алматы. Придется изучать бывшую столицу Казахстана.
А почему наливное яблочко? А почему молодильное яблочко? А что в сказках яблоко? Что за роль у него? А что такое яблочный спас? Смотрите, мы затронули только одно слово. Начинаем затрагивать библейскую, мифологию, культуру, математику, золотое сечение, астрономию, геометрию. Мы начинаем охватывать все. А я вам сейчас попробую проверить. Вы способны такой урок сделать или нет? Внимание. Я вам задаю вопрос. Кто-то разговаривает. Дети, успокойтесь. Запишу в дневник и вызову родителей. Нет, у меня же так мало времени, а я все время слышу речь, даже слышу о чем. Внимание. У меня же музыкант. Внимание. Я задаю вам вопрос. Простой вопрос. Зачем изучать Данию? Как страну? Конечно, других причин нет. Андерсон там жил. Мы изучаем страну, в которой жил гений сказки планеты Земля. А изучая, начинаем выяснять, почему у него все, кто влюбляется, погибают. Почему погибает русалочка? Почему погибает 100 оловянный солдат? Почему сгорает балерина? Почему кругом? А потому что он влюбился безответно и на всю жизнь остался один. И поэтому у него в сказках все есть. А вот любовь, страдания. Слушайте, мы же сейчас про Данию, да? А Дания это удивительная страна. Давайте посмотрим на карту, где жил Андерсон. Потому что в Дании ни один датчанин без велосипеда не обойдется, потому что до моря у любого не больше 12 километров. Это можно только увидеть на карте, потому что как это так? Не такая же маленькая страна, и тут каждый житель страны не больше 12 километров от моря. Вот ради чего смотреть карту. Понимаете, это школа, выворачивающая не как информацию, а как эмоцию, как идею. Она построена на любви. Еще один момент. Общаясь с нобелевскими лауреатами, я заметил такую вещь. В перерыве концерта, который я провожу, они залезают в комнату, и оттуда доносится сплошной хохот. Я спрашиваю, чего вы хохочете все? А мы рассказывали друг другу содержание наших открытий. Что? Еще один компонент школы будущего, чувство юмора. Если вы проговорите 10 минут, и 10 минут смеются, забирайте детей и бегом в бассейн. Почему? А я вам напомню одну простую вещь. Вы однажды пришли на лекцию, какого-то лектора вас заинтересовала тема, сели прямо перед ним. Сидите и смотрите ему в рот. Он начинает говорить, через 10 минут вы поняли, что вы совершили несколько ошибок. Одна из них то, что вы вообще пришли. Вторая, то, что вы сели сюда, прямо перед его глазами. А третья, ой, теперь, кстати, выйти, это же ужасно, да? А он еще вам доверился и для вас читает. Он на вас смотрит, вы ему нравитесь. А вы, если бы он только знал, о чем вы в это время думаете, он бы бросил лекторское искусство навсегда. Понимаете? Почему? Ну так лектор, выдержите 2 часа, мученически выдержите, не слушайте его. Взрослые люди научились смотреть и не слышать. Вот смотрите в глаза, ничего не слышите. Вот смотрю, о чем я говорю, о чем говорю? Ничего не говорю. Я избрал человека и не слышу его, потому что мне абсолютно неинтересно то, о чем он говорит и как он говорит. Почему? А потому что он говорит в тексте, а говорит надо в октаву. Что такое говорит в тексте? Сейчас скажу. Великий немецкий композитор Йоганн Себастьян Бах родился в городе Айзенахе в 1685 году. Написал мессы, оратории, кантаты, написал сам. Друзья мои, вы с ума сошли, вы же так говорите чаще всего. Вы говорите, что голос в терцию воспринимается только 7 минут. И то на огромном усилии. Вы можете себя заставить говорить в октаву? Нет? Ну скажите, что Бах родился очень давно. Но Эйнштейн сказал, что если бы не было Баха, я бы не понял, что E равняется МЦ. Что? Вы понимаете разницу, да? Ну, научитесь просто, репетируйте. Репетируйте, потому что весь мир театр, сказал Шекспир, все мужчины, женщины, дети, не актеры. А учитель, выходящий перед классом, он актер. А в моей школе есть метапредмет. Называется комплексно-волновой урок. Это главный урок моей школы. Когда все педагоги собираются вместе и устраивают урок яблока. Длиной день, 3 дня, неделю. Как хотите. Но запоминание и понимание пути колоссальное. Работает самый главный вид мышления – ассоциативное мышление. И последнее, что скажу, конечно, разговаривать в моей школе, имея сколько времени, уже перешел все время, значит, скажу только одно.
Я когда-то написал такую пьесу, называется «Яд змеи» или «Высокая корона». Там я, путник, приехал в страну, которая называется «Страна золотистого сияния». Там в любое время дня и ночи небо светится золотом. И вот я останавливаю первого путника и спрашиваю его, откуда золотистое сияние? Путник говорит, это свет идей 37 мудрецов, которые правят нашей страной. 37 это моя любимая, страшное число. Ага, вот как. Ладно, спасибо. Ну, очередной шизофреник. Свет идей, мудрецов, ненавижу, да? Патоку Сахарину. Иду дальше. И вдруг вижу, что темно становится в стране, а в домах нет света. Я останавливаю жителей и говорю, а почему не горят окна? Где лампочки? Он говорит, к сожалению, у нас в домах нет электричества в нашей стране, потому что вся электроэнергия, которую вырабатывает наша страна, все уходит на золотистое сияние. Я говорю, это же несправедливо. У вас в домах нет света, а небо светится никому не нужно в золотистом сиянии. Гражданин страны говорит мне, главная идея мудрецов – все отдельно. Никаких ассоциаций. Лампочки отдельно, а золотистое сияние отдельно. Как только ты начнешь думать и говорить, что лампочек нет, потому что вся энергия уходит на золотистое сияние, ты враг мудрецов. Никаких ассоциаций. Вот мне кажется, что наша школа пока, школа не ассоциативного мышления. Мы не мотивируем, мы не объясняем, мы не любим. Мы, любят отдельные люди, потому что не дано любить. А сама по себе система образования. Вы знаете, я даже вас выделил. Я уже группу людей поактивил, группу поставил с собой по USB, да, а группу сказал, идите домой. С вами ничего не сделаешь. Потому что столько кислоты во взглядах уже ясно, что 100% пустота. 100%. Вот сидят с каменными лицами, что болтают, что такое неизвестный шум, откуда он только взялся, глупости всякие, несет в школу, это работа, туда приходить. То есть продолжайте. Дойдет это все до такой ручки, что вы не радуетесь жизни. Потому что школа это театр. Потому что все мышление связано с ассоциациями. Вот я вам задаю последний вопрос перед тем, как уйду. Скажите, пожалуйста, почему не убить? Почему не убить? Хорошо, заповедь. Почему заповедь не убить? Потому что заповедь, что такая послушная рабыня, раз написано, буду не убивать. Не ты должен, не тебе собирать. Что? Ну, не ты должен, не тебе собирать. Так, а еще опять в религию дались. А если взять человеческую этичную логику, когда не было этого, почему не убить? Друзья мои, почему нельзя убить никого? Почему не убить? Кто скажет? Это все для детей патока, это Сахарин, они не поверят вам всей вашей разговоры. Вот так написано, вот так должно быть, так хорошо, так плохо. Почему не убить? Есть одна только причина. А? Да, друзья мои, давайте мы попробуем сейчас. Вас как зовут? Анастасия. Внимательно посмотрите. Жаль, что у меня здесь жаль, что у меня здесь нет рояля. Я бы сейчас сыграл Анастасию. Михаил Семенович, но есть скрипка. Да, сейчас. Посмотрите внимательно на Анастасию. Вы знаете, что явление Анастасии в 21 веке на нашей планете здесь чудо. И чудес. Самое большое чудо. Почему? Анастасия сама не знает, что 20 тысяч лет назад была межплеменная война. И одно племя полностью убило другое. Но остался ребенок, который лежал в стороне, его не убили. Тогда вырезали все племя. Человек был так добр, хорош, да? Знаете, кто это был? Это был прадед Анастасии. Он полз, он ел ягоды, он встретил девочку. Они зачали 20 детей, из них вышел один, пенициллина, не было, ничего не было. Один, это был на одно право меньше для Анастасии. В течение 20 тысяч лет происходили землетрясения, убийства, смерти, кошмары, ужасы. Но что-то делало так, чтобы все права Анастасии встречались с дедушками, с бабушками, прадедушками, с прабабушками. В результате появилась Анастасия. Мы не знаем той тайной цели, с которой Анастасия пришла на Землю. Я могу предположить, например, что через 2 поколения внук или правнук Анастасии изобретет средства против рака. Теперь, если я убью Анастасию, я убью не Анастасию и не себя. Я нарушу цепь, таинственную цепь выживания миллионов людей, которые выживали и спасались только для того, чтобы появился нормальный для Анастасии. Друзья мои,
Вы чувствуете, что мой довод сильнее, чем все, что вы сейчас говорите? А если бы я сейчас сел и сыграл лунную сонату, мы бы осветили Анастасию, и вы бы увидали, что Анастасия уникальна, и что лунная соната приходит посвящена ей. Михаил Семенович, может быть, вы сыграете? Хорошо. Михаил Аплодисменты Семенович, Анастасии. аплодисменты. Я хочу сказать, что Михаил Семенович культурного, почетный член Международной ассоциации писателей и публицистов. Прекрасно, вы сказали, что вас никто якобы не знает. Поэтому я все-таки озвучу по регламенту. Вот, но прежде всего музыкант с большой буквы, поэтому Михаил Семенович, будьте добры. Давайте я добавлю все-таки мои русские титулы. Во-первых, я один из 13 кавалеров Ордена Служения Искусству с золотой медалью. У нас всего 13 человек на планете. Я 13, у меня удостоверение номер 13. Во-вторых, несмотря на все трудности страны и отношения к культуре, я все-таки лауреат Царско-сельской премии. Эта премия вручается раз в год только за выдающиеся заслуги. Я автор книг, которые вышли самым большим тиражом. «Тайны гениев» вышли 28 тиражами. Книги подобного рода никогда не выходили таким тиражом. У меня полные залы, только что в Питере я дал концерт на 4000 человек. На 4000. Билеты спрашивали по всему Невскому проспекту, по площади Восстания, на улице Восстания и так далее. 1000 людей ушли, домой не попали. Вот. Ну, много могу сказать. Я почетный доктор ряда университетов мира, почетный профессор ряда университетов мира. Я стараюсь всю свою работу, большую часть, направить на Россию, потому что это моя страна, во-первых, а во-вторых, потому что она болеет хуже всех. Мы очень больны, друзья. Страшно больны, всеми невероятными психическими болезнями. Нам надо вылечиваться и спасать детей. А спасать детей можно только через другую школу. Старая школа нам не подходит. Если где-нибудь в Британии это возможно, еще в Старой Британии, старой доброй Британии, то нам запрещено, потому что следующее поколение уже не выдержит, потому что был ГУЛАГ, и ГУЛАГ создал в результате за 100 лет страну без генофонда, мои дорогие. А раз без генофонда, значит без протестного, без мышления, без ассоциативного мышления, без возможности строить экономику. Экономика вторична, первична культура. Когда-то Маркс сказал страшную вещь. Бытие определяет сознание. Правильно, для лошадей. Бытие в стойле определяет сознание стойла. У людей Господь Бог, и здесь остановлюсь верующим, Господь Бог сказал, человек главный эксперимент моей деятельности, потому что я создаю живое существо, млекопитающее, у которого сознание будет определять бытие. В отличие от всех обезьян, от всех собак, от всех муравьев, сознательно мы вынуждены строить бытие. Если мы этого не делаем, мы разновидность обезьян. Только лишь. Поэтому школа должна быть сознания, которое определит бытие. И если мы видим детей ужасных, несчастных, больных, если мы видим страну, которая разговаривает матом, то мы знаем, что именно это сознание, этот запах в подъездах, эти картинки в подъездах, эти дороги, по которым мы сейчас идем, меня все время держат и говорят, смотрите, не упадите со скрипкой. Да? Что это такое? Почему я все время хочу упасть? Почему? Я нигде не падаю. Ни в Англии, ни во Франции, ни в Швеции, нигде. Только здесь. Почему? Потому что наше сознание не определило еще этих стен, этих домов и этой улицы. Потому что мы рождаем детей, и они идут в этих подъездах и нюхают этот запах. А почему они должны после этого читать и любить поэзию Пастернака? Откуда она возьмется? Поэтому я категорически работаю по всей стране, сколько могу, до конца, до последнего вздоха. Я оставил очень много книг, дисков, фильмов, идей, интервью. Пожалуйста, займитесь этим, наберите Михаил Казиник в браузере, начните изучать. Есть люди, которых называют казиникийцами, их несколько миллионов. Это русскоговорящие люди. Казиникиец – это человек уже другого уровня. Человек, который улыбчив, который счастлив, который остроумен, который знает мировую музыку, культуру, который прочел все мои книги. Ну, естественно, я немножко не ко двору сейчас в нашей стране, потому что нам сейчас не до этого, да? А в принципе я все равно сделаю все, я оставляю огромное наследие, и даже если завтра меня переедет какая-нибудь машина или упадет самолет со мной, я улыбнусь перед смертью в полете вниз, потому что я сделал все, что мог. Я оставил столько всего, даже 9 месяцев внутри животика маминого, музыка и мои слова, которые расписаны по неделям. Результаты за 10 лет я очень хорошо знаю.
отменяется масса воспитательных проблем в детстве, потому что ребенок слышал и общался в парокамере у мамочки с великой музыкой, с моими словами. Михаил Семенович, разрешите Да, нам всё. послушать? Да, слушай. Сейчас. Друзья, пару слов о той музыке, которую мы, учитывая, что нет рояля, можем вам сыграть. Эта музыка написана современником Гайдна и Моцарта, композитором, имя которого мне известно, Игнат Плиель. Он родился 24-м ребенком в семье. После его рождения его отец умер. Видимо, решил, что 24 ребенка вполне достаточно. И его мать вышла замуж и родила еще 14 детей. Игнат Плиель оказался очень талантливым композитором. Его безумно любил Гайдн, ему поклонялся Моцарт, считая его квартеты лучше, чем собственные моцартовские. Да. А потом Плиель вдруг решил, что он мало зарабатывает денег, сработала бизнес-жилка, это было, как вы понимаете, 250 лет назад, и он основал фабрику фортепиано Плиель and Company. Концертный зал Плиель в Париже, это зал его имени, где стоят рояли Плиеля. Он прожил всего 30 лет как музыкант, а остальные 35 лет как бизнесмен, создавший лучшие тогда рояли мира и дал возможность пианистам играть на хороших роялях. А теперь вернулись к его музыке. Это чудо. Написано для 2 скрипок, но прозвучит как махонькая симфония. Впитайте в себя эту гармонию, я ничего не буду говорить на своих выступлениях, я рассказываю о тайнах. А сейчас просто сыграю. Это займет всего 2,5 минуты, но послушайте, как вам станет хорошо. Как вы почувствуете, что это махонький роман красоты и гармонии. Ну-ка. Так, где у меня Сейчас я выпрямлю. Нет, не эти. Да, вот эти. Извините за такое нападение, времени нет. Это я вместил лекцию на 2 часа. Но мы сдались. 20 минут.
если, не знаю, что будущего. Потому что она сейчас есть только точечно на планете. Ну, значит, вы нам подарили эксклюзивные уроки, насладили нас замечательным исполнением. Михаил Семенович, и нас слушали все регионы, вас слышали все регионы Республики Коми, и поэтому Ага, сейчас микрофон под приветствуйте, скажите им привет, и что вы рады. Мои дорогие, Да. я впервые приехал в Коми, впервые в Сыктывкаре, и хочу вам сказать две радостных вещи. У вас очень много красивых женщин, очень много умных мужчин. Вы совсем не по-северному эмоциональны, и оба концерта, которые я провел здесь и для молодежи, и вечерний, показали, что это удивительный народ. И еще я заметил, как вы общаетесь друг с другом. Вы намного добрее, чем многие люди, которые живут южнее. У вас есть, видимо, какое-то внутреннее тепло, которое вы хотите компенсировать бедность окружающей природы и замороженность вашего мира. Отсюда человек по каким-то далеким великим законам начинает усиленно выделять тепло, которым он согреет другого человека. Я вас обнимаю всех. И с удовольствием вот мы сегодня встретимся с руководителем региона, которому мы поклонник, оказывается, он говорит, вас невозможно представить, потому что я все время смотрю ваши фильмы, ваши передачи, читаю ваши книги. Вот. И он очень хочет мне что-то сказать интересное. А вдруг мы возьмем и сделаем в России один странный регион, в котором дети перестанут ругаться, в котором начнется удивительное открытие. Вам ничто не мешает, вы достаточно далеко. Обнимаю вас. Ну еще что, здесь есть несколько книг, да? Я не знаю, как у вас, тут есть несколько книг моих. Пожалуйста, вы можете их приобрести, даже я успею поставить вам какой-нибудь автограф. Но, наверное, нельзя выходить отсюда. Все. Не успеем, конечно. Мне Ира сказала, я так растерялся, нет. Что можно сделать? Ничего нельзя сделать, да? Приходите в галерею, там будут мои книги. Хорошо? Все, обнимаю вас. Дорогие друзья, теперь мы переходим к более серьезному общению. Очень трудно, да, после того, как нас зарядил Михаил Семенович, перейти к чему-то такому серьезному, научному и перестроиться, но давайте немножко пообщаемся. Скажите, пожалуйста, кто представляет из себя учителей музыки в общеобразовательной школе? Поднимите руки, чтобы мы понимали. Хорошо. Учителя изобразительного искусства общеобразовательной школы? Спасибо. А вдруг учителя мировой художественной культуры общеобразовательной школы? 2 человека, прекрасно. И учителя дополнительного образования? Большая часть. Ну, мы рады вас приветствовать и хотим вам, правда, без подписи и без продаж, подарок. Это наша книга на Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования, программы художественной практики. Здесь собраны лучшие, но у нас будут еще другие практики, они тоже будут лучше, по всем видам искусства, с аналитическими записками, программами, методическими рекомендациями и так далее. Поэтому на выходе вы сможете получить от института такую книгу и, соответственно, сертификат об участии, потому что мы проводим мероприятие совместно. Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования. И наши гостеприимные хозяева – это Коми Республиканский институт развития образования. И мы очень благодарим Галину Владимировну Китай-Городскую за предоставленную возможность. Спасибо. Переходим к докладам. И я хотела бы все-таки, наверное, начать не с себя, потому что Михаил Семенович занял очень много времени, но это было благодатно и благодарно для нас. Давайте будем смотреть по времени, я оставлю себя на десерт. Вот. Педагогический потенциал методов культуры в современных условиях развития образования. Михаченко Наталья Алексеевна выходит. Доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Сыктывкарского государственного университета имени Петерима Сорокина
И также наш сотрудник Института гособразования и культурологии Российской академии образования, доктор политических наук. Такой некий обобщающий доклад, вводный, еще раз напомню, педагогический потенциал методов культуры в современных условиях развития образования. Мы постарались сделать таким образом нашу программу, учитывая, что совершенно разные участники этой общеобразовательной школы дополнительного образования, чтобы она была все-таки такая общая, да, и интересна была всем. Спасибо, уважаемая Екатерина Михайловна. Добрый день, уважаемые участники форума. Мне сегодня очень приятно в новом качестве видеть знакомые лица. И, конечно, я приветствую тех, кто сегодня в студии. Знаю, что подключились и регионы России, и все муниципальные образования Республики Коми. Поэтому попробую кратко обозначить те направления работы, которые сегодня обозначают необходимость вашего, уважаемых, профессионального внимания именно педагогическому потенциалу методов культуры на современном этапе развития образования. И я хочу заметить, что разговор этот не впервые вновь. Это 3-й Северный культурный форум, а 1-й Северный культурный форум был в 2018 году, когда в Республике Коми мы отмечали Год культуры в Республике Коми. И отмечая Год культуры в Республике Коми, здесь, в городе Сыктывкаре, на, соответственно, замечательной гостеприимной Коми-земле собрались и руководители комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, субъектов Северо-Запада Российской Федерации, и уполномоченные по правам ребенка, представляющие северные регионы. И мы впервые посмотрели на именно вопрос работы органов учреждений системы профилактики по предупреждению детской безнадзорности и правонарушений в Республике Коми. И посмотрев на этот вопрос профессионально, и руководители органов власти, и представители педагогической общественности, и нашей республики, и других регионов, здесь, где Александр Александрович Католиков предлагал, как последователь Макаренко, основные направления своей педагогики, конечно, было очень интересно посмотреть, а как и какие вот здесь в рекомендациях этого замечательного собрания были обозначены все-таки необходимые новые направления совершенствования и расширение спектра используемых форм и методов, планов воспитательной работы, программ работы с воспитанниками, часть увеличения количества и качества мероприятий, вообще изменение культурного пространства для детей России. И в рамках системы основного общего образования при внедрении федеральных государственных образовательных стандартов и в рамках создания, а такое поручение получил Коми Республиканский институт развития образования, создать ресурсные центры по вопросам воспитания, собрать лучшие практики, которые есть в учреждениях Республики Коми и Российской Федерации. Поэтому вопрос о том, чтобы культура, а потому вот культуры в Коми мы увидели, что если создается культурная среда и оказывается поддержка и педагогическому сообществу, и средства, которые требуются для применения их лучших практик, а они, к счастью, есть, за что мы вам очень благодарны, то можно внедрять, тиражировать, популяризировать и развивать педагогику искусства, работая в системе современного образования России. Поэтому я очень благодарна Екатерине Михайловне Кишиной, коллегам и представителям Института художественного образования и культурологии Российской академии образования, что как только институт получил государственное задание от Министерства просвещения Российской Федерации в рамках проекта исследования потенциала моделей и технологий профилактики и коррекции девиантного поведения подростков, реализуемых с применением методов художественного образования и культурологии, они обратились к Республике Коми, они обратились и к другим вузам России и в границах Северо-Западного федерального округа, и в других регионах, для того, чтобы был подобран коллектив, который будет в состоянии, имея и научный потенциал, и безусловный практический опыт, потому что сегодня очень много именно у вас в учреждениях, в вашем педагогическом выборе, в вашем индивидуальном решении, которое является действенным, когда мы принимаем все то, о чем Михаил Семенович Казиник говорил, и пытаемся это применить, исполняя наши абсолютно конкретные профессиональные задачи в рамках примерных образовательных программ, в рамках дополнительных образовательных программ, в рамках внеурочной деятельности и в рамках нового направления, которое приходит с национальным проектом образования и успех каждого ребенка в работе системы с одаренными детьми. И Республика Коми здесь как раз была одним из первых 10 регионов, которые создавали
такой центр по модели Сириуса в субъекте, и уже 3-й год он работает. Таким образом, возникла необходимость, и в рамках проекта, который Институт художественного образования и культурологии поручил соответствующему научному коллективу во взаимодействии с субъектами федерации, во-первых, уже в 2019 году обосновать действительно научную значимость и практическую востребованность наличия потенциала методов культуры в российской системе образования и в социальном педагогике, и в коррекционной педагогике, и в воспитании, и в образовании, как в системе обучения, развития и воспитания. Мы профессионально с вами это понимаем. Таким образом, уже в 2019 году были научно обоснованы, выявлены и доказаны наличие исторического опыта России применения методов культуры как способов коррекции девиантного поведения подростков и эффективных методов профилактики. Это очень важный исторический и научный, и востребованный сегодня для нового поколения учителей опыт. Мы уже издали монографию, которая вышла в Институте художественного образования и культурологии. Она доступна будет на сайте форума. Любому из вас вы сможете ознакомиться с историческим обоснованием востребованности и возможности и действенности этих мер. Конечно, удалось отчасти познакомиться с зарубежным опытом, потому что в отличие от России, в Соединенных Штатах Америки систематически уже 30 лет выявляют именно роль культуры в коррекции, в профилактике и в образовании как системы обучения, развития и воспитания детей. Поэтому мы, конечно, вам рекомендуем в рамках форума, это просто невозможно познакомиться, а вас я бы хотела ориентировать на то, что вот исследование планируется в 2020-2021 году. И все, что представлено в этой замечательной сегодня модели всего большого системного проекта, планируем к реализации, посмотрите, еще не заполнено теми практиками и решениями, которые есть в учреждениях Российской Федерации. Я хотела обратить внимание, Екатерина Михайловна вначале начала с того, что самые возможные решения, они как раз в тех проблемах, которые сегодня мы видим на стадии межведомственного взаимодействия. И как раз культура сегодня приходит не только как приоритет в рамках изменений в Конституцию, вы знаете, что сейчас такая работа ведется, она приходит давно уже, слава богу, и КОМИ является пилотным проектом апробации культурного норматива для школьников и других культурологических практик в системе образования. Поэтому первое – это образовательное учреждение, вторая группа – это специализированное образовательное учреждение, потому что сегодня эта методология востребована, и нет сегодня действенных инструментов работы с трудными детьми и подростками несовершеннолетними, например, в СУЗы, в учреждениях закрытого типа, чтобы не было рецидива. В России такой запрос есть, и Министерство просвещения это как раз как заказ сформулировало институту, чтобы дать конкретный инструментарий для такой категории детей, как можно и что нужно для того, чтобы эти новые методы были, во-первых, предложены, адекватны, действенны, и, конечно, чтобы не было рецидивов, и чтобы у детей происходила та необходимая коррекция, которую должны давать эти 17 ведомственных учреждений Министерства просвещения России. Конечно, это все государственные социальные учреждения, которые сегодня есть, и центры поддержки детей, и центры временного содержания несовершеннолетних, которые работают, и кроме психологов, педагогов, не знают, не имеют соответствующей компетенции и персонала, которые могли бы другими, известными вам сегодня лишь отчасти и всей российской практики методами работать с нашими детьми. Самый большой потенциал есть, конечно, и в негосударственном секторе. Вот отчасти на пленарном заседании познакомились с фондом президентских грантов, предлагают совершенно уникальные решения, которые могли бы стать практикой и могли бы быть использованы в российской системе образования. Поэтому я прежде всего приглашаю вас к сотрудничеству в рамках этого проекта. Республика Коми действительно имеет и потенциал. Обращаясь к регионам России, сейчас готовится и уже начато исследование, которое уже прошло у нас в Ленинградской области, где, например, кроме того, какие методы педагогики искусства в целом есть, у конкретных руководителей учреждений педагогического сообщества в рамках выборки оценивалось, что препятствует использованию художественно-культурологических средств в работе с подростками вашей организации, да, и с девиантными подростками в частности. Или, например, мы видим уже, что эффективность используемых в учреждениях художественно-культурологических средств профилактики и коррекции, она связывается с рядом ограничений, о которых обозначают
те, кто их готов применять, владеть технологией, но не имеет возможности или нормативно-правовых, организационно-правовых, либо технических, либо той называемой культурной среды или движения, которое действительно может быть в педагогике. Таким образом, лишь отчасти, понимая, у меня есть регламент по докладу, мы бы хотели показать, что в целом в истории психолого-педагогических подходов именно с использованием художественных культурологических средств профилактики, коррекции, девиантного поведения есть множество, таких как наш современник Михаил Семенович Хозяйник, уже существующих практик, на которые просто сегодня нужно обратить внимание, а мы, конечно, попробуем их, выявляя, вам предъявить для того, чтобы вы их востребовали. Большой объем, кроме Януша Корчака и, конечно, Александра Александровича Католикова, который также в эстетическом развитии учащихся в погружении в культуру рассматривал как важный элемент воспитательной работы и давал конкретные рекомендации из практики, обобщая их. Конечно, сегодня большой интерес представляет именно зарубежный опыт для науки и практики России, потому что, например, кроме модальных и многомодальных отдельных решений, конкретное исследование, когда, например, каждый дополнительный год обучения искусству на 20% снижает вероятность того, что подросток когда-либо будет отстранен от занятий, или подростки, увлеченные в занятии музыкой, в меньшей степени употребляют алкоголь на 26%, более 2 или 3 раз в подростковом возрасте, или каждый дополнительный год занятий музыкой на 11 лет уменьшал вероятность того, что он вообще будет употреблять алкоголь. Таким образом, это результаты, это лишь переведенные и доступные сегодня нашему педагогическому сообществу доказанные уже методы, которые в случае их сегодняшнего, во-первых, познания, во-вторых, оформления должным образом с точки зрения организационно-методических указаний и решений. И, конечно, возможных практик для педагогического сообщества и работающего в системе основного общего образования, и в дополнительном образовании, в коррекционной педагогике могли бы быть доступны, и только тогда, возвращаясь к 2018 году и встрече с уполномоченными по правам человека, мы могли бы видеть те самые новые средства и методы, адекватные нашей современной молодежи. Потому что есть в России успешный опыт уже работы, когда экспресс-методами овладения художественными средствами рисования или экспресс-методом обучения музыке. А вы видели, как трудные подростки становятся прекрасными артистами балета или даже Мариинского театра в настоящей России. Это действительно средство, на которое пока в системе мало кто обращает внимание. И, конечно, мы попробуем выполнить государственное задание, порученное институту, с коллегами в институтах России, с которыми заключен договор уже Институтом художественного образования и культурологии РАО, для того, чтобы учредителю показать возможность использования этих средств. Завершаем. Презентация будет доступна на сайте форума, поэтому вы сможете более предметно ознакомиться с тем, что уже есть и как может быть. Но вот зарубежный опыт, да, вот, высокий в музыкальных проектах, ориентированных на подростков с спортивным поведением, доказали и используют. И имея высокий уровень результативности, используя высокий уровень участия подростков в направлении хип-хоп и соответствующей терапии эффективные жанры, оценки подростков выявили широкий спектр результатов направленного музыкального воздействия и, конечно, положительное социальное воздействие участия подростков в музыкальных проектах, снижение страха перед преступностью, где осуществлялись такого рода проекты. Это все уже давно работающие, унифицированные средства. Пока в деятельности комиссии по делам несовершеннолетних, медико-психолого-педагогических комиссиях субъектов нет специалистов, которые могли бы в индивидуальных программах, а мы понимаем, что каждый ребенок индивидуален, что-то подобное назначать, рекомендовать, использовать в индивидуальных программах профилактики. Поэтому мы приглашаем вас для того, чтобы вы стали соавторами такого направления актуального в российском образовании сегодня педагогики искусства, предлагая соответствующие средства и методы художественного образования и культурологии, которые далее ваши коллеги смогли бы использовать, а мы сегодня совершаем лишь как попытку, действительно изучив опыт коллег, собрав эти практики, рекомендовать как решение, требующееся сегодня в российской системе образования. Ну и, конечно, хотела бы в завершении поблагодарить вас, Институт, ИКОМ, Республиканский институт развития образования,
Сыктывкарский государственный университет Екатерины Сорокина, Ленинградский государственный университет имени Пушкина, потому что это сегодня 3 серьезных педагогических коллектива, которые подключились и приняли и проекты отработки культурного норматива, и готовы работать дальше в течение 2 лет, приняв ответственность за результаты. Ну и хотела бы обозначить, что мы сегодня в рамках Северного культурного форума даем старт проекту мониторинга информации о функционировании моделей и технологий коррекции гендерного поведения подростков в различных учреждениях с использованием художественного образования и культурологии в регионах Российской Федерации. Я приглашаю коллег, оставляю адрес электронной почты и открыта ссылка на опрос на платформе Google, где вы сможете задать индивидуальные вопросы, дать или в анонимном порядке представить свои практики, которые, конечно, мы бы хотели, чтобы стали общей методической копилкой возможных решений, которые сегодня придадут культуре не только уровень культуры в образовании или образование в культуре, а действительно станут системой, благодаря которой будет оказываться современные способы развития наших детей, и культурная среда будет наполнена соответствующими смыслами в работе с этими детьми. Благодарю вас за внимание и желаю вам удачи. Благодарю Наталью Алексеевну. И приглашаем Олесину Елену Петровну. Заместителя директора Федерального государственного бюджетного научного учреждения Института образования и культурологии Российской академии образования, кандидата педагогических наук. У нас с вами действительно такие общие темы, и мы сейчас говорим с вами, видите, как в центре ребенок со всех сторон, да, и Михаил Семенович нам рассказал, Наталья Алексеевна о девиантном поведении. Сейчас Елена Петровна, социокультурный портрет современного ребенка, потому что все мы хотим заниматься, конечно, ребенком, но какой тот ребенок, не подчас имеем представление. И наши исследователи провели наблюдение о том, что сейчас интересно ребенку, какой ребенок, какие эстетические предпочтения. Я так понимаю, этому будет посвящен доклад особенности художественного восприятия и мышления современного ребенка, его социокультурный портрет. Лена Петровна, вас все устраивает? Да, я все устраивает, мне кажется, контурка перекрывает, или как ее трибунка перекрывает. Вам видно? Да. Можно я тогда у вас сразу? Дело в том, что, извините, у меня бумажки есть, но в бумажках цифры. Не могу я эти цифры выучить наизусть. Я вас хочу познакомить с этим проектом. Он вроде бы не касается напрямую практики, да, не буду вас учить никаким методическим наработкам, но в прошлом году, в 2019 году, нашему институту был поручен серьезнейший проект «Социокультурный портрет современного ребенка». И я как бы предваряю ваши, видимо, мысли и думы, вы скажете, ну, в общем-то, мы это и сами знаем, потому что мы все видим этих детей каждый день и подозреваем, так это или не так. Но мы провели исследование свое. Я хотела, чтобы вам было видно диаграммы, потому что у меня на каждом слайде сплошные диаграммы. Итак, мы провели социологическое теоретико-прикладное исследование, которое заключалось в стандартизированном онлайн-опросе детей с 12 подростков, с 12 до 21 года. Понятное дело, что онлайн-опрос это не совсем, наверное, та форма, с которой лучше работать с искусством, но нам необходимо было снять большой срез. И теперь с этим срезом можно работать и уже, непосредственно работать с подростками. Возраст взят, понятно почему, я думаю, всем педагогам понятно, почему взят именно этот возраст, потому что с 12 лет можно пользоваться подростком самостоятельно интернетом, ну а дальше уже до 21 года. То есть мы охватили школьников и первые, вторые курсы университета. Таким образом, у нас в опросе приняло участие 38 403 обучающихся. Мы гордимся широтой проведенного опроса, но, к сожалению, он получился не очень ровный. И если вам видно, что я так сомневаюсь, что вам что-то видно, если вам видно, то в России это было 37 656, в зарубежных странах всего
747 человек, однако в результате мы охватили обучающих, у вас экран, прекрасно, в результате мы охватили обучающихся из Германии, Польши, Соединенных Штатов Америки, Финляндии и Китая. В России мы также выбрали регионы, чтобы не разбрасываться, и у нас участвовали такие регионы, как Москва, без области, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Пермский край, Алтайский край и Ростов-на-Дону и Ростовская область. То есть это действительно такой получился широкомасштабный проект. Естественно, опрос по искусству проводится сложно, и мы все-таки, понимая, что мы сегодня постоянно говорим о социализирующей функции искусства, которая действительно является одной из важнейших, мы, конечно, брали и вопросы, связанные, просто социальные вопросы, социальной сферы жизни ребят. И были вопросы, которые в которых они выражали свое отношение к жизни. Но здесь очень интересные результаты получились. Смотрите, было выявлено, что современные подростки предпочитают живое общение. То есть в России это почти 60%, в зарубежных странах около 50%. С друзьями и с родственниками, соответственно, 33-27%. И мы выяснили, что, в общем-то, это исследование опровергает сложившийся такой штамп. Мы все время говорим, современные дети – это дети виртуального пространства. Они готовы сидеть в гаджетах и совершенно не хотят общаться. Конечно, мы учитывали погрешность около 5% того, что взрослые люди с 12 до 21 года прекрасно могут понимать, что мы хотим узнать и дать какой-то ответ. Но в любом случае мы понимаем, что это их желаемый ответ. Может быть, они в реальности не так много общаются друг с другом, но у них есть эта потребность. Есть и, возможно, нам необходимо каким-то образом раскрыть ее, помочь им общаться, как не на материале искусства, собственно, это и делать. Самый большой процент семейных ценностей показали опрошенные из Татарстана. В ответе на вопрос, что бы вы хотели в жизни, наибольшее количество ответов было реализовать себя. Здесь очень интересный такой момент мы проследили. В России ребята ответили на этот вопрос 21%, реализовать себя они хотят в жизни. В зарубежных странах у нас получилось 19%. Но следует отметить, что этот показатель растет от 12 до 21 года. Чем старше, тем больше хотят реализовать себя. Там были еще такие ответы, как стать богатым, стать знаменитым, много путешествовать, разные были варианты. Но мы проводили некоторые опросы, не весь, но частично, мы проводили еще и ранее. И мы некоторые вопросы смогли сравнить с 2013 годом. Сравнение 2013 и 2019 года показало, что в 2013 году желающих стать богатыми было 33% подростков, а реализовать себя хотели только 9%, а сейчас 21%. То есть это о чем-то говорит и говорит о том, что, возможно, ребята стали понимать, что в жизни действительно важно реализовать себя, и тогда, вернувшись к теме сегодня форума, на котором мы присутствуем, только тогда будут и деньги, и счастье. Потому что когда человек делает то, что ему безумно нравится, прежде всего он становится счастливым, а уже, во-вторых, возможно, находит способы и зарабатывать деньги именно так, чтобы ему было это приятно. Также по ответам можно, это вот третья у меня колонка, по ответам можно отметить высокую заинтересованность современных подростков в изучении и занятиях искусством. Вот все эти данные, о которых я вам говорю, переданы в Министерство просвещения. Мы говорим постоянно, наш институт, и вы, я понимаю, вообще все педагоги искусства постоянно говорят о том, что современные подростки не только им нужно, как обычно, им нужно, говорим мы, да? Нет, они сами говорят, нам нужно. И чем выше был возраст, тем больше возникал вопрос «хотим». Почему хотим? А потому что нет. Нет, потому что у нас заканчивается музыка и изобразительное искусство в школе. К сожалению,
в дополнительное образование уходит, ну, некоторая часть детей, все. У нас, получается, старшие подростки и юноши, в общем-то, лишены этого. А они хотят понимать, что происходит в мире, что такое современная музыка, что такое биеннале, как выбирать, как оценивать. В результате, если в процентах, вы можете опять посмотреть на диаграмму, то в России выразило желание подростки, которые, кстати, уже официально не имеют в школе предметов искусства, 85%, не больше всех, хотела сказать, больше всех нет, соврала бы, в Китае 90% подростков ответили, что они хотят заниматься искусством. Россия на втором месте, 85%. Соединенные Штаты вот, заняли самое последнее место, 68%. Вот именно выразили желание. Мы понимаем, что мы в данном случае опрашивали некий потенциал, да, некие возможности. Соответственно, многие респонденты отметили недостаток своих знаний в области искусства и необходимость их приобретения. Подростки старшие говорили 54%. Нет, это все равно. Я все вижу, я все помню. Это все я перехожу по диаграммкам. У меня тут на одном слайде их много. Представьте себе, что 54%, а мы помним наши гордые цифры, 38 тысяч мы опросили детей. Мы получали разные. На самом деле там были такие варианты, когда можно было вписать свой ответ. Мы получали разные ответы, извините, неприличными словами и все что угодно. И в общем поэтому мы можем сделать вывод, так как это анонимный опрос был, причем настолько анонимный, что даже учитель не знал, что ребенок ответил. Поэтому мы можем верить в эти данные, что 54% вообще вот в совокупности всех опрошенных нами подростков сказали, что их недостаточно, и, ну, соответственно, понятно, и они хотели бы приобрести эти знания. Из них 32% выразили желание побольше узнать о современном искусстве. Ну, здесь я даже, может быть, подробнее не буду говорить, потому что понятно, да, мы живем в современном мире, а значит, собственно, мы хотим знать об этом современном мире. Итак, для понимания эстетических предпочтений, еще немножечко, я слежу за временем, но сколько успею, столько скажу. Понятно, что интернет-опрос опять-таки имеет кучу минусов, но мы сделали все возможное, чтобы, скажем, визуальный ряд был высокого разрешения и высокого качества. Да, это не замена, естественно, произведения искусства, но в данном случае тоже вариантов нет. Вы прекрасно знаете, да, куда можно деревенского ребенка повести, где можно провести этот опрос. Увы. Поэтому мы предлагали всем приблизительно одинаковый опрос. Сразу скажу, чтобы было понятно, зарубежным подросткам мы не предлагали только литературные произведения на выбор. Потому что, понятно, языковые проблемы, этого мы не делали. Итак, мы предлагали им отрывки из литературных произведений российским школьникам, репродукции произведений живопись высокого разрешения, фотография архитектурных сооружений, просто художественная фотография и так далее. При выборе разных произведений живописи опрос показал четкий приоритет у подростков реализма – 68%. Однако, как выяснилось, данный факт не, собственно, свидетельствует о том, что у ребят хороший вкус. Увы, к сожалению, да, мы можем понимать, что это может быть высокий вкус, а может быть просто поиск в живописи реально, да, как вот сейчас только что Семенович рассказывал, да, вот слюноотделение, я смотрю на яблоко, это на самом деле грустно. Ну хорошо, что он вообще смотрит на картину, но грустно, и поэтому вот как раз выбор, очень большой выбор такого чистого реализма говорит о том, что, увы, ну, наверное, недостаточно. Действительно знают, разбираются и понимают какие-то сложные формы искусства. Несмотря на то, что сегодня мы много говорим о национальном искусстве, к сожалению, очень низкий показатель выбора. Эти подростки не выбирают народное искусство, ну, наверное, мы все понимаем, хотя, насколько я знаю, в вашей республике очень много внимания уделяется, мы вот уже ездили, смотрели школы, это уникально, и это замечательно, но, к сожалению, у нас в республике Коми не было в вопросе, может быть, и зря.
В результате самый высокий показатель выбора национального искусства показала Республика Татарстан – 45%. И я хочу напомнить, что именно в этом регионе был самый большой выбор семейных ценностей. То есть вот такое вот соответствие. И если у нас возникает проблема, вот они не знают современное искусство, не знают народное, то есть для чего мы это все проводили, мы можем теперь абсолютно четко определять, где недостаточно уделяется внимание каким-то конкретным вещам. Так, заканчиваю? Нет, по регламенту, да. Вы знаете, я, конечно, заканчиваю, хотя у меня тут, честно, было на 15 минут. Далее у меня идут подробный анализ именно произведений искусства и как они, что писали, как оценивали. Я предлагаю завтра прийти на кластер по мировой художественной культуре, и мы с вами там просто это обсудим. Спасибо большое. Коллеги, вы не сидите, пожалуйста, просто так. Вы обдумываете вопросы, которые вы хотели задать, и, собственно говоря, вступить в диалог с нами. И мы приглашаем Кашекову Ирину Юрьевну, доктора педагогических наук, профессора, главного научного сотрудника лаборатории музыки и изобразительного института нашего образования и культурного образования. Ирина, сейчас вам все сделаю. Это аналогические особенности региона, основа модернизации общего художественного образования. Пожалуйста, Ирина Юрьевна. Здравствуйте, дорогие коллеги. В прошлом году... Здравствуйте, дорогие коллеги. Я хотела тоже несколько слов вам сказать о том проекте, который был у нас в прошлом году в Институте художественного образования и культурологии. Я руководила этим проектом, и он назывался «Содержание и механизмы модернизации художественного образования». Может, немножко свет притушить? Ничего не буду. Нет, все нормально, да? Там четко было. Я для того, чтобы в целях экономии времени, я пропущу несколько слайдов, вот начну отсюда. Итак, мы знаем, что наша жизнь определяет, собственно говоря, образование. То, как видит народ, видит определенное поколение свое будущее, то оно вкладывает в образование. И вот сейчас у нас существует дилемма. Собственно говоря, мы все, как люди искусства, возмущаемся тем, что из школ действительно уходит зачастую искусство. И вот поэтому в этом проекте мы начали с того, что задались вопросом, а нужно ли современному ребенку вообще осваивать художественный язык, какова роль художественного образования в становлении успешности современного человека, и если это все-таки нужно, и роль велика, то какие знания в области искусства, какие формы и виды художественной деятельности актуальны сегодня. И мы решили, что ответы на эти вопросы как раз и смогут послужить основой определения содержания ресурсов модернизации художественного образования. Для того, чтобы понять и ответить на эти вопросы, мы изучили работы, мнения философов и культурологов современных, мнения психологов, психиатров и физиологов, мнения социологов и мнения специалистов в области инженерии, экономики, технологий. То есть вы видите, довольно широкий круг литературы. Мы освоили современные, именно современные в основном, для того, чтобы научную базу, методологическую базу иметь к тому, что мы будем делать. И вот оказалось, философы и психологи заявляют, что в современном мире произошел визуальный поворот в культуре. Потому что если раньше были способы передачи информации в основном вербальные, мы все читали с вами газеты, читали журналы, слушали радио, то сейчас практически этим газеты мало кто читает, журналы тоже мало кто. Таких текстовых журналов, как раньше были, если вы помните, практически не осталось. Мы смотрим в компьютер, мы смотрим видео, вся наша жизнь, собственно говоря, на этом сейчас построена. Вся информация передается именно такими способами, визуальными способами. Поэтому сейчас очень сильно возросли требования к художественному образованию, именно требования к развитию визуальной культуры растущего человека.
Далее. Мы с вами знаем, что две сферы культуры, наука и искусство существуют, и до века просвещения, до 18 века, они всегда были вместе, шли как бы рядом друг с другом, не разделялись. И только с 18 века, с века просвещения, их строго разделили, науку и искусство. А ведь, собственно говоря, это неправильно, если думаться. Вы посмотрите, наука это дает научное познание мира, развивает интеллект и мысли. Искусство, познание художественное мира дает, развивает эмоции и чувства. Но ведь мысли, эмоции и чувства – это внутренний процесс, который на внешнем уровне уравновешивается образами. И если у ученого возникает идея о каком-то предмете, о процессе, о явлении, то обязательно возникает и образ воплощения этой идеи. То же самое мы видим в искусстве. Если у художника возникает идея, то тоже у художника первым делом сразу складывается образ в мыслях, некий образ. И воспроизведение реального мира в науке идет, опираясь на открытые законы с помощью знаков и символов. Воспроизведение мира в образно-символическом ключе, в искусстве, опирается на воображение и используются опять же символы и культурные коды. Это тоже очень важно. Мы видим, что даже способы передачи информации в науке и в искусстве часто бывают похожими. И поэтому вот это разделение искусственное, действительно искусственное, вот это разделение науки и искусства. И замечательный наш философ, великий Лосев, говорил, что в образе нет ровно ничего такого, чего не было в идее. Образ говорит о выраженной идее. То есть мы с помощью искусства можем выразить практически любую и научную идею. Взгляд психолога, психиатра и физиолога. И, значит, психологи изучают форму искусства и механизмы их влияния на человека, как разные формы искусства влияют на человека. И оказывается, очень важно научить человека видеть, чтобы он научился выбирать главное. Ведь, собственно говоря, художники как раз обладают этим знанием, этим умением. Потому что вот Иржи Кулка, это венгерский психолог, он писал, чтобы какой-либо предмет стал художественным артефактом, его нужно достать из цепи фактов, из ряда привычных ассоциаций. Тогда оно превращается действительно в артефакт искусства. И этим умением владели художники. Для того, чтобы обычный человек умел тоже главное находить, видеть необычное в обычной жизни, в обыденном, тоже очень важно научить его искусству. Венгерский, вернее, это живший в Венгрии психиатр Пизышкян, он использовал язык образов, мифа, притчи, сказки для лечения психики своих больных. Американский психолог Ажипский считал, что творческий поиск, он уже сам по себе является профилактикой эмоционального, естественно, и общего здоровья человека. То есть вот вы видите, что психиатры и психологи, они говорят о том все, что искусство очень важно для здоровья человека. Дальше, да. И здесь у меня мой любимый пример, который я всегда привожу и приведу вам, потому что вот говорил сейчас Михаил Семенович, извините, и я ему очень за это благодарна. Он говорил об образе, об ассоциации, я говорю об этом тоже постоянно. К сожалению, у меня круг общения меньше, чем у него, поэтому надеюсь, что, может быть, его наконец услышит. Потому что в 90-е годы я, работая в школе учителем и директором по науке и по эстетическим классам, я в практике вот делала то, что он сейчас вам рассказывал про яблоко. Все это проходило успешно, действительно ассоциативное мышление развивалось, и получалась у нас плотная упаковка информации, когда ребенок благодаря образам может воспринять гораздо больше информации, чем если эта информация идет в тексте, и запоминает гораздо ярче и лучше. Так вот, это вот такой пример. Наука, она воспитывает рационально-логическое мышление, а искусство эмоционально-образное. И только в том случае, если развиты обе вот эти сферы у человека, развиваются творческие способности. И получая знания, человек как бы идет, мы всегда воображаем себе, да, процесс получения знаний, как некий процесс возвышения. И вот если представить себе такой образ лестницы, когда человек идет по лестнице, поднимается долго, упорно, тяжело поднимается по лестнице, что-то изучает, получая новые знания.
Вот то же самое, если с помощью искусства мы можем представить себе, что человек поднимается на лифте. То есть вы можете себе представить, насколько легче знание будет приобретаться, если применять образы и ассоциации. В этом, кстати, стоит ресурсы искусства. Взгляд социолога. Это тоже очень важно. Дело в том, что идентификацию человека с его народом и страной обеспечивает знание традиций, хранителем которых тоже является искусство. И вот здесь происходит такой как бы взаимосвязанный процесс идентификации человека в новой культурной форме, меняет, соответственно, и среду, меняет форму эту. И вот здесь как пример могу привести, ведь много было где, но только готов, я взяла как пример готов. Сначала человек входит в какую-то среду, новую для себя среду, он ее внешне воспринимает, только внешне пока. Ему нравится, как разговаривают люди в этой среде, ему нравится одежда, которую они носят, какие-то там украшения, словечки какие-то определенные, жаргон какой-то, простите, он начинает осваивать. Но для него это пока игра. Он еще личностно это не воспринял. Ему просто нравится быть в этой компании, понимаете? Но как только он начинает это воспринимать личностно на себя, тут же он уже входит в эту группу. И уже его оттуда вытащить очень тяжело. И вот именно так зарождались когда-то и фашизм, когда ребят привлекали в какие-то группы, и сейчас терроризм, когда тоже привлекают сначала внешними эффектами, а потом они становятся уже идеологами этого направления. Вот поэтому социологи считают, что искусство тоже очень важно, потому что именно искусство дает возможность знания традиций, оно является, собственно говоря, иммунитетом от вот таких вещей. И взгляд, наконец, специалиста в области инженерии, экономики и технологии, что сейчас ребенок живет между двух реальностей, как бы, между предметным миром и виртуальным миром. Его это, он как бы на разрыв. И фундаментальная планета, здесь как по содержанию модернизации художественного образования, это вопрос взаимодействия искусства и цивилизации. Потому что искусство это как раз то, что осталось там в предметном мире, а цивилизация это то, что у нас окажется визуально, то, что находится в компьютере. И вот как раз тоже самая востребованная сегодня сфера дизайна, кстати, на Западе уже понимают, если раньше была техника, инженерия, математика, то сейчас добавили арт, STEAM и STEM, да? STEM и STEAM, то есть художественное образование. Итак, что же вектор, на который должно ориентироваться сегодня содержание модернизации художественного образования, это, конечно, разумное и рациональное созвучие традиционных и инновационных подходов, выражающих содержание общего художественного образования, но при этом в обновленных формах, методах и технологиях современных художественных материалов и конструкторских мишеней. Это способность различать знаки и уметь создавать новые, изобразительные, стилизованные образы, потому что таким образом мы делаем лаконичную форму приемком содержания. И дальше умение предвидеть риски, связанные с прогрессивными тенденциями в науке, технологиях, ценностном освоении мира и способность видеть сердцем так же, как и глазами. У меня есть есть, да? Значит, вот я сравнила два региона, значит, Вологодскую область и Якутию. С одной стороны, это оба северные регионы, но с другой стороны, они совершенно разные и по природе, и по традициям, и по взглядам на жизнь, и по искусству. И вот что получилось. Мне как интересно было узнать, какие особенности общего и дополнительного образования, художественного образования школьников в местах сохранения традиционных культур. Что развивается в детстве, какие качества, как аналитика, что там кнопочка сейчас. вот. Итак, задачи были такие: это выявить характеристики образования в этих регионах и определить ресурсы опыта регионов и их эффективность для педагогов из других районов России. Характеристики общего и дополнительного художественного образования в регионах, которые сохраняют этнокультурные традиции, следующие. Во-первых, в этих регионах тесное переплетение идет форм и уровней общего и дополнительного образования, то есть вместе с уходом с урока для ребенка не заканчивается художественное образование, он где-то за пределами урока получает его дальше. Дальше, в художественной деятельности постижение глубоких внутренних смыслов изображения и каждой детали, и профессиональная ориентация, предпрофессиональная подготовка, потому что тоже в этих регионах чаще дети потом занимаются ремеслами. Значит, они учатся
это мы уже в школе. Регулярное проведение народных календарных праздников, очень широкое проведение этих праздников, которое вовлекает в себя всю семью. И дети и родители, соответственно, вместе принимая участие, меньше конфликтуют друг с другом, находят больше общих точек соприкосновения. Дальше связь с социокультурным пространством региона здесь происходит. И социально-педагогические ресурсы художественной деятельности, вот здесь я привела фестиваль, международный фестиваль «Вологде» «Голос ремесел». Там принимают участие дети. Уже 4 года проходил этот фестиваль, 4 раза. Это очень широкое, собственно говоря, вы можете найти, наверное, это и принимать, если у вас есть дети, которые занимаются народными ремеслами, можете принять участие в этом фестивале. Это учителя везут туда детей, это Вытегра, 300 километров от Вологды. Но это очень-очень интересное мероприятие. Для детей это действительно память на всю жизнь. И вот здесь как раз тоже мы видим, что глубокое мотивированное погружение детей в искусство, культуру, художественную деятельность. Если вы видели, как они потом, эти фольклорные ансамбли, после выступления, они садятся под деревья и продолжают петь вот эти песни фольклорные. Они не могут остановиться даже. Они плетут эти кружева, за все заканчивается, они продолжают плести эти кружева. То есть вот эти мастер-классы там не только готовые изделия показывают, но и мастер-классы. Общие интересы и ценности в семье, чувство сопричастности к культуре своего региона это воспитывает. Эмоциональную ценностную среду создает, в которой меньше проявляется конфликт отцов и детей, о котором я уже говорила. И кроме того, понимание будущих возможностей, получение профессиональных навыков в ремесле, выбор дела по душе. А если даже он будет врачом или юристом, или кем он какую-то другую специальность будет иметь, он все равно будет иметь возможность заниматься искусством, ремеслом и таким образом тоже отдыхать. Время, да? Сейчас еще заканчиваю. Значит, итак, социально-педагогические ресурсы художественной деятельности. Это я пролистываю, тогда не буду уже об этом говорить. В каждом практически регионе есть свои национальные традиции, регионов много. Сейчас, да, вот теперь Якутия, там я показала Вологду, это форум «Рисуем все», тоже замечательно совершенно, они изучают свои народные ремесла. Таких, собственно говоря, в России очень много. Вот я маленькую Торку здесь представила, тоже есть школа Торку, ее посетила, очень интересно, здорово. Вот так что и мы видим, что везде есть возможность этим заниматься, ресурсы есть в любом регионе. И была составлена вот такая матрица, значит, ресурсы модернизации содержания художественного образования. По горизонтали, по горизонтали это система общего художественного образования, по вертикали это региональные. И вот они встречаются. Да, история страны, история региона, культурные традиции страны, культурные традиции региона, природные этнографические особенности страны и региона, религиозные традиции страны, религиозные традиции региона и социологические факторы, которые тоже... Поэтому вот отсюда, если брать то, что написано вот в этих уже в модулях, то вы увидите, насколько широкий круг и тематики, и содержания тех занятий, которые мы можем проводить, чтобы они были разнообразными, интересными и полезными для наших детей. Об этом буду говорить завтра. Спасибо за внимание. Спасибо. Раз речь зашла о этнологических особенностях региона, то можно слово передать Марине Станиславовне Красильниковой. Ирина Емельяновна нас немножко погрузила в художественное образование. Марина Станиславовна Красильникова – музыкальное образование. Современные тенденции музыкального образования в условиях этнокультурных особенностей региона. Красильникова Марина Станиславовна, кандидат педагогических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории музыки и изобразительного искусства Института художественного образования и культурологии Российской академии образования. Уважаемые коллеги, сегодня традиционно большое внимание уделяется преподаванию искусства в регионах России, поскольку именно искусство обладает способностью опосредованно передавать духовно-нравственные, эстетические и художественные традиции каждого народа, нашей национальности. Эмоциональное и осмысленное восприятие произведений искусства может обеспечить не только развитие, собственно, музыкально-художественной культуры ребенка. Сегодня
регионализация содержания музыкальных занятий направлена на улучшение качества всего общего музыкального образования. И прежде всего, по следующей позиции, личностно-творческое развитие ребенка, воспитание его музыкальной культуры в неразрывном единстве с нравственным, патриотическим и эстетическим ценностям. Второе. Подготовка грамотного слушателя и любителя музыки, который вместе с композитором и исполнителем будет активным участником музыкальной жизни своего города, своего села, района, страны. И третье. Установка смысловых и стилевых связей между музыкальными культурами разных народов России для обеспечения единства культурного пространства страны, формирования основ российской идентичности. Музыкальное искусство России, как социокультурное явление, представляет собой синтез музыкального творчества всех народов, проживающих на ее территории. При этом стержневую роль в обеспечении единства музыкально-культурного пространства России выполняет русская музыкальная культура. И сегодня на пленарном заседании говорили о том, какое впечатление на наших соседей, производит наша музыкальная культура. Это было очень приятно слышать. И потому, значит, именно вот при этом стержневую роль в обеспечении единства именно как русская музыкальная культура. И потому в каждом регионе, но вопрос музыки в школе, соотнесенность его родного музыкального искусства должна быть многогранной. Это и русская музыкальная культура, и музыка других народов России, а также музыкальное искусство зарубежных стран. Адекватность этого соотнесения должна быть выражена, что чрезвычайно важно, и в жанровой принадлежности произведений, и в методических подходах к изучению. При введении национального музыкального искусства в содержании музыкальных занятий существует ряд рисков. Это я говорю на основе своего довольно протяженного экспериментального педагогического опыта. Так вот, первый риск, с моей точки зрения, самый важный. Нельзя допускать того, чтобы региональная музыкальная культура вводилась в федеральные программы формально, по принципу вставного кубика. Когда федеральная часть остается неизменной во всех территориях России, а меняется только его региональная часть. То есть ребенку, который как бы интуитивно это воспринимает, что караван идет, музыкальная мировая культура развивается, будет существовать его национальный музыкальный, не будет, все будет двигаться так, как залог, как бы, то есть вне зависимости. И федеральный компонент в республике Коми не может быть таким же самым, как в республике Татарстан или в республике какой-то Карелии. Нет, в Карелии, конечно, ближе, это, я потом буду говорить об этом, да? Или там, предположим, где-то в территории там, Краснодара. Это очень важный вопрос. Кажется, что вопрос только в том, как дать национальное. Ничего подобного. Вопрос заключается во взаимодействии федерального и национального вот этих частей. Важно, чтобы у детей было сформировано представление о музыкальной культуре своего народа как неотъемлемой части культуры России и мира, в ее интенционно-смысловых, композиционно-драматургических, жанровых связях и отношениях. Это позволяет учащимся формировать позитивные отношения к музыкальной культуре своего и других народов, осознавать место своего национального искусства в мировом музыкальном процессе. Исторически каждая национальная культура развивалась самобытно и неравномерно. И здесь, конечно, возникает еще одна очень большая трудность. У каждого народа не найдется по Бетховену, по Моцарту, по Чайковскому, по Прокофьеву. Так? А дети, говорите вы это, не говорите, прекрасно соотносят уровень и качество того музыкального материала, который вы приносите им на урок. Я помню, например, если можно, так сказать, при ограниченном количестве времени, рассказать про свой опыт, когда я это поняла. Когда в наше время, в мое время, когда маленький ребенок работал, появились эти сказки, какие-то музыкальные на таких вот хрипящих пластинках. И, значит, я вставила своему ребенку там, ну, на 20 минут, по крайней мере, я могла отойти, потому что это сделать, да? И вот как-то его спросила, а кто написал, какой композитор написал музыку в той или иной сказке? Ну, я уж не помню, про что там речь шла, да?
Он говорит, а ты что, думаешь, что это композитор? Нет. Я говорю, а как же, кто же написал музыку-то? Он говорит, да это музыкальный редактор. Я говорю, подожди, а кто же тогда такой композитор-то? Он говорит, ну композитор это Чайковский, Бах, Моцарт. А ребенок он еще школу вообще не ходил. И совсем не стал музыкантом. Нет. Но, вы понимаете, вот это интуитивное ощущение и понимание настоящего великого искусства и такого повседневного в детях заложено. И ни в коем случае нельзя нам это тоже, как бы сказать, это вот, принижать. Да, вот это, да. Это очень важный момент. Исторически каждая национальная культура, значит, я вам говорила уже, да, вы со мной согласились, значит, есть вот музыкальные культуры, которые уже добились всемирно признанных каких-то успехов, да? А есть культуры, находящиеся на этапе восхождения к вершинам мастерства. И для того, чтобы рассмотреть каждую музыкальную культуру как неотъемлемую, необходимую часть целостной культуры России и мира, необходимы дополнительные педагогические условия. Мы же не будем ждать, когда на земле Коми, да, народится свой, там, я не знаю, кто, там, Чайковский или что-то, да? Да. А может еще лучше будет, скорее, да? Нам надо вот сейчас это сделать так, чтобы вот у него сложилось правильное представление о значимости своей музыки. Очень важно, чтобы при целенаправленном изучении национального музыкального искусства была продумана буферная зона. Вот это вот очень важный момент. Творчество известных композиторов, значит, была продумана буферная зона, творчество известных композиторов родственной группы народов. И введено это было, как бы сказать, вот и федеральный компонент одной ногой стоит, и национальный компонент другой ногой стоит. Это другого выхода вот, в работе с национальным материалом я не вижу в настоящий момент. Так, например, для музыкальной культуры Республики Коми в такую зону могут войти произведения композиторов финно-угорской группы. Да? Значит, получается, что родственники у нас кто? Венгры, это Лист, Барток, Коды, Финляндия, Сибириус, Норвегия, Грик. А уже против, как сказать, вот это такая группа композиторов, без которой уже понятно, что вообще уже, так сказать, не состоится, сказать, вот этот вот органичный процесс изучения мировой музыкальной культуры. Вот. Шедевры национальной музыки должны рассматриваться в тесной взаимосвязи, прежде всего, с музыкальной культурой родственных народов, представленных творчествами всеми признанных композиторов. И это расширяет и обогащает представление учащихся о родном искусстве, а с другой способствует осознанию процессов интеграции национального музыкального искусства в мировую музыкальную культуру. У меня был многолетний эксперимент в республике Мареэл, это тоже ваши родственники, это республика финно-угорской группы иногда. И там дети при изучении, например, первой марийской оперы «Акпатор» Сапаева Эрика находили сходство в построении, в характерах героев с первой русской классической оперой Глинки Иван Сусанин. С другой стороны, устанавливали сходство и различия музыкального языка оперы с произведениями Грига, Бартока, Сибириуса, называя характерные признаки марийской, норвежской, венгерской музыки. При этом финно-угорская музыкальная культура становится проводником, мостиком в мировое музыкальное искусство. Такой подход расширяет и обогащает представление учащихся о родном искусстве, его вместе в мировом художественном процессе, формирует позитивное отношение к музыкальной культуре своего других народов. То есть, обобщая вот по этому риску, я хочу сказать, что представление о федеральном компоненте тоже должно изначально учитывать потребности региона, для которого, в котором, как бы сказать, это федеральный компонент будет внедряться. Второй момент, второй риск. Рассмотрение народного музыкального творчества как музейного экспоната. Это проблема во всех регионах. Это, как сказать, и русских, и финно-угорских, и во всех регионах. Рассмотрение для любой музыкальной культуры, в том числе и русской, чрезвычайно важен вопрос соотнесения содержания музыкальных занятий, музыки народной и профессиональной.
Национальная музыка в основном представлена фольклорными образцами, песнями и танцами конкретного народа. А вы знаете, что получается? Значит, ребенок изучает свою музыку. В основном это народные песни, танцы. Так? Если у нас пошел федеральный компонент, там это фрагменты из симфонии, из опер, из концертов, из балетов, да, всемирно признанных. Любой человек начнет сравнивать. Это как Победа и Мерседес. Спасибо. И это нам дает нужный воспитательный эффект? Нет. Ни в коем случае. Только как-то вот настраивает ребенка против своего родного. А это с педагогическим понятием. Я должна сказать, что маленькое отступление, что я пришла в музыку из музыковедов, музыкальной педагогики. Поэтому поначалу я вообще на это внимание не обращала, вообще я не думала, что это имеет какое-то значение. Главное, изучаем произведение качественно там. А потом уже за долгие годы работы вот в музыкальной педагогике у меня все в сознании перевернулось. Что совершенно уже по-другому смотрю. Что главное, а что второстепенное в нашем деле. Так вот. Национальная музыка в основном представлена, значит, такими фольклорными образцами, а вот федеральный компонент, положим, другие жанры. Вот. Однако еще 100 лет назад Асафий писал о том, что народные песни постепенно уходят из повседневной жизни людей, а на уроках музыки образцы народного творчества становятся музейными экспонатами. И великий наш музыковед писал это век тому назад. Можете представить, насколько они музейнее, архаичнее стали восприниматься эти все произведения детьми через 100 лет. В программе, вот той, которую вот я сделала в концепции, значит, о чем я буду говорить с вами завтра, да? Дети, естественно, осваивают и народные песни, танцы, марш. Это очевидно, как сказать. Но очень важно. Одна минута. Фольклорные образцы представлены преимущественно через призму крупных полотен композиторского творчества, отражающие жизнь и многообразие. Это позволяет, с одной стороны, ощутить жизнь народной песни в реальных условиях исторического времени, избежать музейного археологического подхода, а с другой — опереться на вкус, эрудицию и глубокое знание фольклора классиками национального музыкального искусства, выступающими в данном случае экспертами в отборе изучаемых в школе народных образцов. Завтра я продолжу с вами разговор по этому вопросу и расскажу, каким же образом можно изучать народное творчество, опираясь на крупные жанры музыкального искусства, на оперы, балеты и симфонии. Причем, если Екатерина Михайловна мне еще минутку даст, я вам хочу прочитать одну цитату всеми нами уважаемого музыкального педагога, композитора Золтана Кобеля. Чтобы вас немножечко тогда... Да, вот давайте. Видите, сравнивать, значит, вот как. О необходимости смены стратегии освоения народной музыки в школе по мере появления высокохудожественных произведений национального музыкального искусства еще в начале 20 века говорил выдающийся венгерский музыкант-педагог Золтан Кобель. Сравнивая венгерскую музыкальную культуру, единственным наследием которой в начале века композитор признавал только народное творчество, он сравнивал ее с немецкой культурой. Кобель утверждал, великие художники являются мощными аккумуляторами народных сил. Бах – это такая конденсация немецкой народной музыки, какой ни один другой народ не обладает. Юный немецкий музыкант, глубоко освоивший Баха, может быть, не нуждается в доскональном знании народного пения. У нас в Венгрии дело обстоит не так. Единственное наше наследие – народная музыка. Она, конечно, не заменит для нас Баха. С другой стороны, перед нами еще открыта возможность воплощения этой музыки в великом творческом феномене. Появление великих творческих феноменов в любой музыкальной культуре не исключает необходимость изучения ребенка народной музыки, не может не менять логику процессов постижения школьников национального музыкального искусства в целом. Достижение нового художественного уровня развития национального музыкального требует и новых подходов к его освоению в общеобразовательной школе. А новый подход к изучению народной музыки требует модернизации многих элементов урока музыки. И об этом я поговорю с вами завтра. Спасибо. Татьяна Светлановна, вы поговорили о художественном
художественном образовании и музыкальном образовании, и, соответственно, переходим к современным тенденциям интегрированного подхода в общеобразовательной школе. Ольга Игоревна Радомская, кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник, исполняющий обязанности заведующего лабораторией интеграции искусств и культурологии имени Бориса Петровича Юсова. Искусство, я убеждена, что искусство в системе общего дополнительного образования должно быть включено всегда. И в общеобразовательной школе искусству должно выделяться особое место. Ведь именно искусство предполагает и интеграцию учащихся, и профессиональную ориентацию выпускников, а также воспитание гражданственности и любви к родине именно средствами искусства происходит. Также социокультурная адаптация в среде города или сельского поселения происходит с помощью памятников искусства, которые находятся в том или ином регионе, городе, селе. И в школах, сейчас, например, в Москве, это целый комплекс образовательный, который включает и детские сады, дошкольные образовательные учреждения, отделения теперь, и сама школа, самое главное, выстраивает индивидуальную траекторию обучающихся. И именно искусство, оно дает возможность построения этой траектории. И вот как раз здесь хочу предложить вам внимание схему того, как развивается обучающийся с помощью искусства. Здесь и, например, искусство дошкольным образовательным, скажем так, организацией, это и мать и дитя, когда искусство как раз является основным языком общения ребенка, матери, и педагог уже является аккумулятором построения конструктивного общения и развития малыша. Дальше и инклюзия, да, с помощью искусства, это и арт-терапия, она может быть как раз внедряться на всех этапах образования ребенка в школе и в дошкольных образовательных учреждениях. Художественные практики, которые как раз предлагаются в современной концепции образовательной области искусства, они предлагают как раз в системе внеурочной деятельности углубленное освоение ребенку того искусства, той творческой деятельности, которую он предпочитает. И модульное преподавание искусства тоже дает возможность вариативного преподавания педагогам разных видов искусства. И как раз интегрированный подход, интегрированное обучение при художественном воспитании, которые были предложены и Борисом Петровичем Юсовым, и развивается сейчас Любовью Григорьевной Сальниковой, учеными нашего института, они предполагают развитие ребенка, как раз целостного восприятия мира ребенка. Это и интегрированная технология обучения, и комплексные образовательные блоки. Сегодня Михаил Семенович Казиник как раз говорил про комплексные как раз, да, уроки. И интегрированный подход это тоже предлагает, это было разработано Борисом Петровичем Юсовым еще 30 лет тому назад. Была предложена концепция интегрированного преподавания искусства в школе и в дополнительном образовании. И отрадно, что ученые и деятели искусства интеграция искусства уделяет такое внимание. Ведь мы считаем, что это путь именно развития каждого ребенка, одаренного к тому или иному творческой деятельности. А может быть, у него техническая одаренность, но именно с помощью интеграции, интегрированного подхода мы можем заинтересовать его и искусство погрузить в мир культуры. И как раз вот мы считаем, что интеграция искусств является основой формирования целостной картины мира, как сегодня тоже Михаил Семенович Казиник говорил про яблоко, да, у обучающихся с помощью интеграции, с помощью переноса языка одного искусства на язык другого, поиска ассоциаций. Как раз мы и можем показать целостность явлений. И, конечно, классная урочная система у нас, да, как раз может дробить, да, вот эти все, но мы можем с помощью интегрированного подхода как раз, скажем так, помочь. И как это делается? Необходимо создать в школе и именно интегрированную художественную среду. Вообще интегрированная художественная среда была предложена
Любовью Григорьевной Савенко понятие, и у нас ряд ученых, Ирина Емельевна Кашекова, занимались средой. И среда — это вообще уникальная такая возможность, то есть когда мы можем погрузить ребенка в мир искусства и культуры. И многие школы и сейчас в России, и раньше как раз были направлены, и сейчас направлены на то, чтобы, и я знаю, что многие, и мы с радостью познакомимся завтра на методическом кластере, надеюсь, с интересным опытом погружения детей в культуру. И путь вот как раз с помощью интегрированного подхода. Это интеграция искусств, то есть мы интеграцию можем по-разному рассматривать, как интеграцию искусств, как интегрированный подход к организации образовательного процесса, как межпредметную интеграцию, когда разные предметы можем интегрировать. Интеграция основного и дополнительного образования. Здесь тоже очень много интересных путей взаимодействия, модели взаимодействия. И также я могу показать вот один из вариантов схемы интегрированного подхода к реализации концепции как раз образовательной предметной области искусства в общеобразовательной школе. Здесь как раз мы видим, как с помощью разных форм мы можем интегрировать разные модули в образовательное пространство школы и построить эстетическую среду. И задачами как раз интегрирования я попущу, я хочу сейчас быстро представить формы, как же можно интегрировать в начальной школе и в основной и в основном. Например, в начальной школе это может быть, когда ведет в основном все предметы один учитель, это может быть взаимодействие учителя на разных предметах и предметника, например, учителя изобразительного искусства, учителя музыки для освоения какой-то целостной темы. Можно подключаться и как раз выстраивать программы взаимодействия. И сейчас многие учебники тоже по изобразительному искусству, по музыке дают такую возможность. Также система гостевых уроков, когда мы можем и ходить друг к другу в гости, и ученики начальных классов в среднюю школу, и как раз или наоборот, то есть строить преемственность и выстраивать систему преемственности в школе, но также и, скажем так, интегрировать тоже разновозрастные группы. Это тоже очень важно. И также художественные события. Это особый термин, который был разработан в лаборатории интеграции искусства и культурологии имени Бориса Петровича Юсова Любовь Григорьевна Савенко, который означает особый праздник. Но это не просто праздник, а праздник как подведение итогов, изучение какой-то темы, когда дети специально подготавливаются к этому как раз художественному событию, погружаясь или в эпоху, или изучая какую-то страну, или какое-то явление, тоже яблоко, например. И потом все это превращается в такой итоговый урок-праздник, который может потом транслироваться и на параллель, или в системе начальной школы. То есть это интересная тоже вещь. Ну, конечно, еще и проектная деятельность. Проектная деятельность как раз и предполагает тоже интеграцию и разных видов искусств, и как раз и научный подход при изучении той или иной темы. И искусство выступает как раз таким особым связующим языком при создании проекта. И в средней школе же, и в старшей интеграции, это может быть и бинарное построение интегрированных уроков. У нас, например, 875-я школа в городе Москве, был такой эксперимент построения бинарных уроков, и я знаю, что в ряде школ это тоже было, и есть сейчас, присутствует, когда можно найти созвучные темы и учителям совместно провести урок. Например, это можно реализовывать, и получается и очень интересный урок. Ну, например, МХК в 8 классе и химия, бинарный урок, или химия и технологии, или химия и изобразительное искусство. То есть каждый можно соединять разные виды искусства и также и предметы естественно-научного цикла при построении отдельных уроков. Также комплексные блоки уроков, это когда вот как раз уроки связаны одной сквозной темой, и мы изучаем то или иное явление и объединяемся еще и учителями между собой. Тоже можно реализовывать. И творческие проекты. Вот проект, да, проектная деятельность сейчас включена в школу, и даются часы в каждую общеобразовательную школу. И когда как раз обучающийся может изучать разные тоже
виды искусств и в итоге реализовывать какой-то творческий проект и защищать его. Более подробно все примеры реализации завтра на методическом кластере я познакомлю, и мы, я думаю, обменяемся опытом. Спасибо большое за внимание. Коллеги, наше время подходит к концу, и раз мы начали разговор о проектной деятельности, хотелось бы слово предоставить Гонтаревой Ольге Вячеславовне, заместителю директора по научно-методической работе колледжа искусств Республики Коми. Творческий проект колледжа искусств будет такое некое продолжение, наверное, предыдущего доклада. Пожалуйста. Спасибо. Действительно, вот слушая предыдущие доклады, понимаю, что все, что вот сейчас говорится, конечно, естественно, в нашем колледже искусств, оно вовсю используется, да, то есть, и, конечно же, и проекты, и то, что вот сейчас последний ваш был слайд, где вы предлагаете модули, то есть мы как раз вот на этом, собственно, об этом я и хотела сказать. Конечно же, ну, так бы немножко по-другому начну, не так, как я хотела. Так как мы говорим сейчас больше о средней общеобразовательной школе, да, то есть о тех детях, которые не имеют музыкального образования, мы, конечно, так как профессиональная образовательная организация, большинство к нам детей приходит уже с начальным музыкальным образованием. Но все-таки есть такие отделения, куда мы принимаем без начального музыкального образования. Это, допустим, оркестровые, духовые, ударные инструменты, хоровое дирижирование, вокальное искусство, инструменты эстрадного оркестра. То есть проверяются наличие музыкальных данных, и если они есть, ребята, конечно же, принимаются у нас. И вот так же, как было сегодня уже сказано, попадая вот в эту среду, на них это воздействует, и ребята кардинально меняются. У нас приходили дети, допустим, из неблагополучных семей, из многодетных семей, которые преобразовывались, и сейчас они вот своим трудом, своими стараниями догоняют даже тех детей, которые пришли с музыкальным образованием. Ну, что я хочу сказать. Конечно же, в нашем колледже это целиком и полностью идет практикоориентированный подход в обучении. То есть иначе никак невозможно сформировать профессионального специалиста. В полную меру мы, конечно же, сотрудничаем со всеми учреждениями культуры, которые есть в нашей республике. Это, конечно, и театр оперы и балета, и Национальная галерея, и Академический театр драмы, и Центр культурных инициатив «Югор», ну и так далее, и так далее. Да, конечно же, и с Сыктывкарским государственным университетом имени Екатерины Сорокина, как вот именно по художественному образованию наших художников. С большим удовольствием всегда стараемся привлекать детей к участию в творческих встречах и мастер-классах с ведущими преподавателями вузов России. Вот хочу сказать, что до сих пор, да, мы под впечатлением, хотя вроде кажется прошло уже 2 года, даже чуть больше. В 2017 году у нас осень была просто наполнена 4 такими мощными проектами, творческими встречами, мастер-классами, которые до сих пор вспоминают и наши ребята, и преподаватели. Это была такая у нас очень насыщенная осень. Но началась она у нас с прекрасного мастер-класса в рамках фестиваля «Где рождается искусство», организованного фондом Юрия Розума, профессора Российской академии музыки Гнесиных, и также с нашим Министерством культуры, туризма, архивного отдела Республики Коми. Наши студенты стали участниками мастер-классов по фортепиано, скрипке, вокалу, актерскому мастерству с ведущими преподавателями Академии Гнесиных и Московской консерватории. В это же время студенты и преподаватели колледжа искусств стали участниками норвежского фестиваля Urban Camp, то есть буквально в эту же осень, в рамках которого российские и норвежские музыканты провели мастер-классы по фортепиано, вокалу, гитаре, бас-гитаре, духовым и ударным инструментам. И после вот окончания вот этих мастер-классов был проведен концерт, где выступила джаз-банда, сформированная буквально вот прямо на этих мастер-классах.
В октябре также 2017 года на базе нашего колледжа состоялись мастер-классы по сценической речи для студентов актерского вокального отделения старшего преподавателя ГИТИСа Татьяны Сергеевны Савиной в рамках сотрудничества с Союзом театральных деятелей. Это вот еще одно учреждение, с которым мы активно сотрудничаем в целях развития наших студентов профессионального. В ноябре этого же года студенты и преподаватели колледжа приняли участие в реализации проекта «Посольство мастерства». Это вообще был просто подарок от Санкт-Петербургского дома музыки. Поработать с нашими студентами приехали ведущие преподаватели городов Санкт-Петербурга и Москвы. Основная цель, конечно, этого проекта – создать условия для поддержания традиций, воспитания молодых музыкантов. Активное взаимодействие с организациями дополнительного образования и профессиональное развитие студентов у нас также происходит через проектную деятельность, как реализация конкурсов. Тех конкурсов, в рамках которых мы можем общаться с преподавателями детских школ, детских музыкальных школ и различных центров дополнительного образования. Мы можем наших студентов мотивировать на дальнейшее профессиональное развитие и также мотивировать их на дальнейшее поступление или же общаться уже опять же с преподавателями детских школ и служб в целях дальнейшего трудоустройства. То есть у нас вот идет постоянное такое, при организации любого конкурса идет активное взаимодействие. Это у нас вот уже такой, скажем, конкурс, который в следующем году уже проходить будет 16-й раз. Межрегиональный конкурс молодых исполнителей «Юные дарования» имени Якова Сергеевича Перепелицы. Проводится с 1991 года. Инициатором стал как раз вот именно Яков Сергеевич Перепелица, председатель Союза композиторов Республики Коми. Вот в то время он еще работал преподавателем нашего колледжа. Тогда это было Сыктывкарское музыкальное училище. Значит, синициировали вот этот вот конкурс, где могли поучаствовать ребята по разным специальностям. В течение 2 десятилетий конкурс постоянно менялся в зависимости от потребностей творческой жизни нашего региона. Традиционно, значит, конкурс проводится по вот таким номинациям, да, но это традиционная номинация во всех конкурсах. В 2015 году в эти номинации было, кроме сольного исполнения, включено ансамблевое исполнительство. Также были включена номинация для первых-вторых курсов, то есть до 18 лет. То есть от 6 до 18 лет дети могут там поучаствовать и показать себя. В 2019 году добавили мы еще по просьбам также преподавателей эстрадное пение номинацию, эстрадный вокальный ансамбль. Это было также очень воспринято и было много участников. Поступает более 200 заявок из образовательных организаций Республики Коми, конечно же, Архангельской, Вологодской и Кировской областей. Ну и в разное время было, конечно, с разных городов. Приглашаются в жюри всегда ведущие, музыканты и преподаватели России. То есть из Петрозаводской государственной консерватории, из Московской, Санкт-Петербургской, Нижнего Новгорода, Казани и так далее. Даже у нас были преподаватели из Франции, ну, правда, русского происхождения, но работающие, допустим, уже за рубежом давно. Также у нас очень большой таким популярен конкурс «Мир, в котором мы живем», изобразительного искусства, то есть совсем другое направление. Также здесь могут поучаствовать ребята от 6 и до 18 лет. Он был организован в 2009 году и набирает обороты, и к нам уже поступают заявки действительно с регионов. Вот тоже молодой у нас конкурс, республиканский конкурс «Звонкие голоса», то есть уже хоровое пение. Это непосредственно связано с реализацией программы развития системы российского музыкального образования, популяризация детского хорового пения. Организован в 2014 году и с тех пор проводится раз в 2 года. Проводится он как по профессиональным коллективам, вокальные ансамбли, хоровые коллективы, любительские коллективы могут участвовать, то есть не обязательно это должны быть музыкальные школы, да, то есть там же средние, то есть опять же взаимодействие со средними образовательными школами у нас очень происходит, и уже спрашивают, и у нас будут заявки. В этом году было решено включить еще номинацию «Народный коллектив».
для народного пения, потому что тоже у нас много таких коллективов, и как-то они, получается, выехать не могут, так как у нас очень далеко район, да, финансово не всегда получается коллективам выехать, но все-таки мы их подключили. Очень интересно у нас проект на фотографии как раз нашего конкурса. Очень интересный проект, он недавний, проводился только 3 раза. Это «Таланты 21 века», где участниками становятся ребята, уже ставшие лауреатами каких-то престижных конкурсов различного уровня. Что в нем уникально? Эти ребята, они проходят жесткий отбор художественного совета во главе с главным дирижером театра оперы и балета, и в дальнейшем у них есть возможность выступить на сцене с симфоническим оркестром под руководством главного дирижера. Это большой стимул, мотивация, и ребята очень переживают, они стараются и так расстраиваются, если они не попадают. Да, и это, ну, мы всегда одобряем на следующий год. Ну, вот таким образом, да, еще вот у нас очень интересный проект, это тоже реализуется, вот в этом году уже будет 4-й раз, фестиваль духовых оркестров, где съезжаются к нам коллективы тоже со всей России. В прошлом году было более 160 музыкантов, в том числе из учебных заведений. Это очень интересно, ребятам очень нравится, тоже мы любительские коллективы. Ну и различные такие у нас происходят проекты, где мы, ребят, постоянно активно взаимодействуем, да, на практике. Они, конечно, у нас никогда не отдыхают. Более 200 у нас мероприятий в год проходит творческих, это выставки, концерты. Более 100 студентов ежегодно у нас участвуют в различных творческих конкурсных мероприятиях и становятся победителями. Ну вот такая у нас работа проводится, и весьма успешно наши ребята уезжают. Жалко, что редко кто возвращается. Да, ну, мы тоже над этим будем работать. Все, спасибо большое. Спасибо, Вячеслав. Коллеги, мы совсем перебрали со временем, скажем так. И я предлагаю Наталье Геннадьевне Торлову резюмировать, да? Нет, создать некие общие установки на завтрашний день, Наталья Геннадьевна, даже не резюмировать. Мы не послушали Веронику Вадимовну Кузнецову с интересной информацией об олимпиадном движении, да? Но Вероника Вадимовна кивнула мне, что завтра у нас будет политический кластер, и можно будет это все услышать. Не хотелось бы все-таки, чтобы сумбурно докладчики на самом деле серьезно готовились. И надеюсь, Наталья Геннадьевна как-то нас соберет для того, чтобы у нас это было повешено в онлайн-режиме, наши доклады, и все могли ознакомиться. Наталья Геннадьевна, пожалуйста, вам как серому кардиналу этого всего. Конечно, вы самый красивый кардинал. Я должна была выступить по представлению своей площадки. Думаю, мои коллеги как раз было бы интересно посмотреть в рамках того, что мы делаем в области организации художественного образования в Республике Коми. Но, наверное, Саша, все-таки включи презентацию, я просто покажу две ссылки. Для чего? Потому что здесь очень много говорилось о необходимости, о важности художественного образования, о возможности, о философии художественного образования, о подходах. Моя презентация, она предназначена учителям. И она предназначена педагогам, которые сейчас работают в области художественного образования. То есть я знаю, у нас в республике большая удаленность и взаимодействие, организация взаимодействия оказывается катастрофической, скажем так, потому что Усинская не могут находить хорошую историческую поддержку, поэтому благодаря усилиям института, нашего института, была создана площадка, которую мы назвали это виртуальное сообщество предметной области искусства, которое объединяет, в первую очередь, нам была поставлена задачей объединять учителей изобразительного искусства, музыки и мировой художественной культуры общеобразовательных школ. Но, рассматривая позицию уровня художественного образования, ограничивать эту площадку только уровнем, скажем так, общеобразовательной школы, это недостаточно. Мы сейчас услышали доклад моей коллеги по колледжу. Посмотрите, какой пласт проектов проводится и какой результат, какая трансляция опыта могла бы быть для нашей республики, если это взаимодействие нам объединить, то есть усилия объединить и создать и транслировать наши проекты не только с позиции визуализации,
а как транслируемый научно-методический и научно-педагогический опыт через статьи, через методические разработки и через различные материалы методического характера, которые можно просмотреть, вернуться, прочитать, обратить на них внимание и, собственно, даже взять себе на вооружение и транслировать. И поэтому вот у нас создана площадка, я просто ее покажу, она уже функционирует 3 года. Мои коллеги, которые здесь сидят, спасибо, они меня поддержали, являются активными участниками этой площадки. Я буду очень рада, если коллеги с института, они будут заглядывать туда и проявлять свои экспертные позиции в отношении тех материалов, которые мы там публикуем. Я не говорю, что они все идеальные, но сам это как раз и принцип. Мы их опубликовали для экспертного мнения. То есть площадка, я не буду направление брать, самое главное это сообщество учителей предметов области искусства, позиционирует на портале «Открытое образование Республики Коми» по вкладке для педагогов, где представлены сообщества РГМО практически по всем предметным областям. Все страницы сообществ, они организуются по единой структурной схеме, где представлены тематические подгруппы актуальных электронных ресурсов, документы, предметная дискуссионная площадка, полезные ресурсы, методическая кабинка. И я в нашей предметной области добавила еще одну вкладочку, которая называется «История о людях». То есть некая такая историческая концепция, потому что мы иногда не знаем материалы тех педагогов, которые работали у нас в республике, чтобы собирать информацию о них со стороны именно тех людей, кто с ними работал. То есть эта вкладка еще пока не работает, но я думаю, что она найдет свое место в системе, в общем-то, этой виртуальной области. Что еще хочу сказать, что мы всегда обсуждение идет в офлайн режиме, то есть это не значит, что у нас идет только реальный, а скорее всего это организация виртуального режима обсуждений, и благодаря этой площадке происходит обучение наших педагогов информационно-компьютерным технологиям и получение информационно-компьютерных компетенций, что, собственно, важно в рамках сегодняшних предметных требований педагогов. И вот я хочу обратить внимание, что в рамках КРИРО я уже подготовила и провела 3 таких крупных проекта, которые здесь представлены по системе ссылок. Это Республиканский конкурс фестиваль педагогический вернисаж пути творчества. Там цель продемонстрировать возможности, профессиональные возможности педагогов искусства в области музыки, в области изобразительного искусства, в области дизайна, в области вокального искусства. То есть там позиционируют не как педагог, а как художник, как вокалист, как режиссер и так далее. То есть это площадка творческого характера. И в рамках педагогического вернисажа есть небольшая вкладочка, это методический фестиваль, где можно показать мастер-классы. И они могут представляться и в системе видеоформата, и презентационного формата. И после того, как проходит виртуальная ситуация, мы организуем реальные концерты, реальные выставки, реальные встречи. Вот сейчас вы можете видеть, спасибо коллеге, Анжеле Рустиковне Разманова, она моя коллега по университету, мы с ней преподавали на факультете искусств. Она представила здесь, вот, пожалуйста, клюкву, она объединяет молодых, это тоже площадка обучения, то есть фестиваль клюква является обучающей площадкой для молодых художников. Второй, это вот спасибо коллегам. В этом году, то есть не в этом, в 2019 года мы провели виртуальную конференцию, которая называется Всероссийская научно-практическая конференция «Перспективы актуальной проблемы художественного образования». Это новый формат для республики проведения этой конференции. В принципе, с материалами этой конференции можно познакомиться и по ссылке посмотреть, какие идут публикации, как она сформирована, как электронная площадка. То есть, таким образом, участником может стать человек, который не может приехать. Он может стать активным участником обсуждения, он может стать активным участником круглого стола, если он примет участие и будет писать свои комментарии под опубликуемыми материалами. Ну и третье, которую мы делаем площадку, она сейчас в стадии разработки. Здесь было много сказано о конкурсах. Все-таки задача КРИРО как-то межуровневую
систему выстроить. И перед нами стоит такая задача, как выстроить такую систему конкурсов уровневых, да, начиная от детей, заканчивая студентами и подходя к профессионалам, педагогам, чтобы мы могли сами расти в системе этих конкурсов. То есть начинаем мы с конкурсов детского характера, и дети начинают выходить из муниципальных конкурсов республиканских, во всероссийские международные конкурсы. То же самое может происходить в системе организации работы педагога. То есть он проходит через систему учрежденческих мероприятий, выходит на республиканский уровень, из республиканского уровня он может принимать участие на всероссийских и международных конкурсах. То есть такая система лифта, да, вот через конкурсы. И мы хотим сделать площадку детских конкурсов, в которых можно будет представить информацию о всех конкурсах, которые проводятся в республике, и мы там можем позиционировать. То есть у нас есть техническая, сейчас мы готовим техническое себе задание, поэтому, и скорее всего, он будет. Мы опробировали эту площадку на конкурсе, на республиканском этапе конкурса международного «Красота Божьего мира». Она работает, и, собственно, система очень хорошо позиционирует. Ну и то, что мы комплектуем базу лучшего педагогического опыта, именно чтобы их можно было просмотреть и вычитать, и, может быть, даже где-то накопить, и систематизировать их в сборники научно-методического характера. Возможно, на основе этого опыта кто-то пожелает и поступить в аспирантуру, есть возможность найти себе руководителя, который заинтересуется этой тематикой. Я думаю, что вот эта система, она позволяет как раз включиться в научно-методическую среду и для развития именно художественного образования. Ну, собственно, я уже говорила, вот у нас мои коллеги проводят музыкальный турнир, конференция, и все-таки выстраиваем еще систему взаимодействий. Да? Вот активно мы стали работать с Международным союзом педагогов и художников, да, и мы принимали в республиканском уровне во всероссийском изобразительном диктанте. В этом году участников уже было гораздо больше. Вот, и самое интересное, что Международный союз он позволяет организовать свое сообщество уже не виртуального характера, а в форме ассоциаций, о чем мне очень хочется всегда говорить, что у нас должна быть своя ассоциация педагогов искусства, которая будет решать насущные проблемы художественного образования в республике и, в общем-то, в России. Собственно, на этом все. Презентации, эти ссылки все активные, то есть, если кому-то надо, можно вот здесь посмотреть его содержание. И, в общем-то, я хотела подвести итоги. Я думаю, что Екатерина Михайловна будет говорить, но я думаю, что мы сегодня говорили об одном и том же, с разных точек зрения. И мне очень приятно, что я могу принимать таких гостей. Я очень рада, что мои коллеги пришли вас послушать. Я очень рада, что это идет трансляция на республику, и что люди, которые не смогли здесь быть, они могли послушать очень интересные тематические доклады. Екатерина Михайловна, вам слово. Вы завершаете наше сегодня мероприятие. Все-таки обобщающий момент должен сделать я. Спасибо, коллеги устали, конечно. Завтра кто-то придет из присутствующих. А вот не знаете, что было интересно? А в ноябре, когда мы приезжали, той же команды, кто был, кто нас помнит? Вот. Смотрите, Значит, у нас тоже, как умилялась Семен. Хуечку. Коллеги, спасибо большое. В общем, завтра мы вас всех ждем. Не забудьте взять сертификаты книги. Заодно посмотрите эти книги. Завтра приходите и какие-то свои замечания, пожелания высказывайте. Всего доброго, спасибо.